Ну, да, это часы со временем 14:48. Это мои часы. Пульс настолько высокий, что я решил снять. Что касается названия горы Толу-Илам, в основном вы уже сами можете понять. Хотя по этому вопросу мы и обсуждали, что якобы 12 лет там была борьба. Это очень сомнительно, я думаю, это немножко преувеличено. Ибраим, здесь написали, что YouTube канал, что Башлам 39 лайф, YouTube канал, что там есть негативные комментарии. Даяхаеш Хайнгах Окацацбешбух начинает говорить, что типа там есть какие-то, видать, опять нарнийцам не угодишь, они немножко недовольны, так сказать, нашими действиями. Алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Поэтому по мере возможности, конечно же, много говорилось об этом, но о том, что сдерживать какой бы ни был натиск татаро-монголов или монголо-татар, вначале были монголо-татары, а потом уже только второе нашествие называется при Тамерлане Храмом татаро-монгольское нашествие. Вот, и 12 лет оборонения — это очень сложно, и сегодня нужно быть реалистами, говорить о том, что держали 12 лет гору, это немножко сложно. Я думаю, что там есть, конечно же, преувеличение. Да, несколько человек, 3 или 4 скинули мне эфир Амина, но я зашел, минут 5 послушал и вышел. Вот, к сожалению, мне нужно было подготавливаться по некоторым вопросам. Но моя тематика чуть иная. Алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Талхиг, ассаламу, я удаляю, еще раз проверю. ДРС Хелбра. О Талхиге могу сказать, что это достойный представитель нашего народа. И вне всякого сомнения мы можем с гордостью говорить о своих наибах. И братья Эхкой подсуетились первые сегодня. Задонатили наш канал, братья Акинцы, дал Саадуэл Болдис Нагезашка Судулю. Вот, Башлам, ты хоть слышал про Губху, сына пищи? Честно сказать, я не слышал, врать не буду. Вы немножко акцентируете внимание вот на детальном изучении каких-то тайповых, так сказать, внутренних наших героев, что тоже необходимо, конечно, никто не отрицает этого, но мое направление это все-таки более широкое, это национальная идея и национальная, так сказать, наша история, взаимоотношения, вот это ближе уже ко мне. Утверждать о том, что именно я уделяю внимание непосредственно вопросам тейпов, нет. Очень сложный вопрос. Дело в том, что при изучении любого тейпа, я считаю и уверенно могу сказать, что нужно более детально изучать каждый тейп, чтобы описывать, алейкум ассалам, описывать жизнедеятельность. У меня, к сожалению, такой информации нету. А те тептеры, которые есть, алейкум ассалам, каждый воспринимает или делится, или не делится. Редко кто хочет делиться своими тейповыми тептерами, более, чтобы достаточно было изучено. Башлам, есть гипотеза связи Ченти и Цанаров. Что об этом скажешь? Ну, связь между, так сказать, Ченти и Цанарами,
Я считаю, что это немножко неправильно. Чанти — это исконно нохчи тейп, поэтому связь с Сонаром, если было, это было только непосредственно с нашим народом. Отдельно тейповые взаимосвязи не столько значимые и неправильно будет говорить. Допустим, есть очень хорошие взаимоотношения с адыгейцами у чантийцев. Очень хорошие взаимоотношения есть. Валикум ассалам. Есть взаимоотношения некоторых тейпов, определенных тейпов с соседями. Но говорить конкретно о том, что один тейп взаимоотношения были хорошо, а остальных нет, я тут воздержусь. Это вот об этом мы говорили в прошлую субботу с вами в эфире. Возвеличивание значимости тейпа и оставлять, как говорится, остальное, это уже немножко для меня это и есть начало того, чтобы мы понимаем, что ситуация нестабильна и нужно с опаской относиться. Это мое отношение и мое понимание этого дела. Когда я пишу у себя в эфире или статью, говорю, вот этот чемпион исконно нохчи из тейпа такого-то, все меня упрекают о том, что почему я указываю тейп. Еще раз хочу вам сказать, я указываю тейп, чтобы каждые люди интересовались. Тейпы забывать мы не имеем права. Это часть нашей истории. Но преобладающий мусульманин, национальность, тейп, и дальше идем вниз. Мы об этом говорим уже последние 3 года. Поэтому, когда мы говорим о том, что там преобладающее важное значение, где в национальных приоритетах или в тейповых приоритетах, тейповые приоритеты, это можно быть как село восстановили, башню восстановили. Чем больше для своего народа будет делаться хорошее, это есть тейповое, как говорится, превосходство. А в остальном нохчи народ, он единый. Он монолит и должен быть неделимым. Конечно, много факторов, которые сегодня пытаются раздробить. Вы немножко думаете локально. Я не хочу, чтобы представители моего народа думали локально. Мы народ. Мы должны думать более масштабно. Понимаете? Если мы не понимаем этого, то смысла нету. Каждый пока занимается своими местечковыми маленькими делами, происходят реальные большие вещи вокруг нас, которые мы некоторые пытаемся завуалировать, красиво преподнести, однако проблема не уходит. Проблема Ауха как была, так и осталась. Проблема других мест как была, так и осталась. Ничего не поменялось. Просто многие пытаются это замазать, сказать, что все, вроде бы так есть или нету. На самом деле нужно понимать, проблема какая была, так и осталась. Башлам, можешь сказать, кому относятся ингуши или только ингуши к ингушам относятся? Я не знаю, к кому относятся ингуши. Я всегда думал, что ингуши и нохчи — это братья. Мое мнение не поменялось. От того, что там пару чекиндезов или кучка завриков бегают и говорят, что они не братья нохчи, а братья грузинам, или там, не знаю, кому-то либо другому, их мнение для меня не авторитетное. Для меня были, есть и остаются с одним языком, с одним корнем. Это наши братья по крови ингуши. Но не забывайте, Чеченская республика, республика Ингушетия. Не больше. А так, остальные эти разговоры, по мне, это просто лишнее сотрясание воздуха, не больше. Кучкозаврики, они были всегда и будут. И они бегали, и занимались этой фитной, алейкум ассалам. Ничего не изменилось. Поэтому надо понимать это. Башлам, скажите, пожалуйста, почему братья Шишен не признают Черкази тейп? Я знаю, что в истории чеченцев нет и не было такого тейпа, но тем не менее, они ваши братья ужились уже более 150 лет. Во-первых, Черкази как был народ, так и остался народом. Черкесы не нуждаются в уменьшении или преувеличении. К черкесам у нас очень хорошие, и братьям Адыге у нас
просто великолепные отношения. Признаем, не признаем, что за разговоры. Разве такие разговоры могут быть? Нет. Адыги, как братский, соседский, мусульманский народ, испокон веков, тысячелетиями, как были соседями и военных, политических действий, они так и были, так и останутся. Поэтому для меня непонятно вот этого разговора. Честно сказать, я не знаю, кто тебе что там наговорил, и это вопрос из ряда вон уходящий, не признают, что за разговоры. Вот. Я думаю, что это просто-напросто есть люди, которые сегодня под левыми никами пытаются оскорблять, стравливать, но создавая липовые ники. Мне это много раз присылали, притворялись там то балкарцами, то черкесами, наговаривали, то чеченцами. Занимались тем, что стравливали между собой людей, ни больше, ни меньше. Поэтому, братуша, я просто наткнулся на спорт. Поэтому мы должны прекрасно понимать, у нас есть представители таких разговоров. И брат Бай-Али задонатил: ассаламу алейкум башлам. Бай-Айл, ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Дал сейду, дал саду, болдиснег эзершка судохет. Уважаемые мои братья, уважаемые мои братья, чеченцы не пытаются поглотить соседние народы. Чеченцы всегда поддерживали своих братьев в тяжелый момент, кого нужно, всегда поддерживали. И тот, кто считает иначе, пускай придет, докажет, что это иначе, что они помогли, не показали свое братство, свое единство. Хоть один народ, живущий рядом, которому мы не помогли, пускай придет и расскажет мне об этом. Дальше мы уже будем исходить из этого. Это раз. Во-вторых, ни кумыки, ни черкесы, адыги, братья, ни остальные любые народы, которые проживают рядом с нами, я не знаю, исследователи почему записали, если таковое является правдой и действительностью, они представители своих народов. Никогда Сюля не станет Нохчи. Никогда черкези, адыг останется адыгом, Сюля останется Сюля, кумык останется кумыком, нагайец останется нагайцем. Путать понятия о том, что есть определенные соседние народы, которым в нужный момент помогли, это одно дело. Но вливание и ассимилирование зачем? Смысл зачем? Скажите мне, зачем ассимилировать братьев адыгов? Это такой же автохтонный народ. Понимаете? Поэтому мы прекрасно знаем, что есть башлам. Мы сами знаем, кто нам помог, а кто нет. Много очевидцев. Ты сейчас о ком я не знаю. Если ты говоришь это про чеченцев, тогда я боюсь тебя огорчить, если ты хочешь, что тебе не помогли. Поэтому мы должны понимать это. Никогда не было желания у чеченцев кого-то ассимилировать. И я знаю, что есть высказывания некоторых людей, которые так и норовят всякие глупости сказать, но это не по-мусульмански, не по-братски и так далее и тому подобное. А взаимоотношения, так это время все показывает. Отреагировал. Не знаю. Закрыл свой аккаунт, доступ к этому видео закрыл. Не знаю. Я высказал свое мнение. Думаю, что повторяться по этому вопросу нету. Видео есть. Если он хочет. Я просто-напросто могу и каждый его вопрос в эфире разбить. Но смысл говорить об этом. Много смешных вещей, которых на грани просто-напросто маразма и шизофрении. Да, грузины хорошие, соседи, достойные, среди них, конечно, башлам, ассаламу алейкум, алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Разве кому-нибудь грузины — это наши южные соседи? Поэтому я думаю, что никаких с этим проблем быть не может.
мы со всеми людьми, кто бы ни был, по соседству, кто бы ни был, где бы ни был, всегда взаимоотношения у чеченцев с соседями были хорошие. И деловые, и экономические, и военно-политические союзы были у Нохчи народа. Фактически со всеми. Начиная от Кавказской Албании, заканчивая там остальными. Ну, Хазарским Каганатом и Золотой Ордой. Ассаламу алейкум, бусалам, хотим мы или не хотим, народы Кавказа, как история, но тесно переплетаются, и нет такой борьбы, где друг другу не поддерживали бы точно так же, как и времени спор. Конечно, абсолютно верно. Поддерживали, помогали. Кто-то более яро помогал, кто-то менее активно помогал. Здесь никаких споров нету. Башлам, не хочу никого видеть, но их тоже люблю, имею в виду всем соседям, не хочу подчеркнуть особо два народа для черкесов, чеченцев. Я согласен, есть особые отношения, но это уже, как говорится, особые теплые взаимоотношения между адыгами, лезгинами и теми же Нохчи. Есть такое, но это немножко иная ситуация, взаимосвязь, сострадание, боль, через которую фактически прошли все вместе. То есть такая взаимосвязь есть, конечно. Седая борода, не знаю, как Аллах даст, тогда и будет седая борода. Она почти и так седая. Стареем, что поделать. Жизнь такова. Башлам, расскажи про Тайп Ароно хотя бы чуть-чуть, Аллах резал. Ну, рассказывать Ароно и Тайп, в принципе, смысла не вижу. Ароно является, сдавали ДНК-тест, показали чисто чеченский корень, да, были некоторые рассказы, якобы там из местности Аргвани и так далее и тому подобное. Но ДНК-тест показал, что это такой же чистый Тайп, как и остальные. Что касается некоторых других моментов, ты знаешь, пчеловек, да, пчеловек у тебя написано, лезгинов до сих пор выселяют. То с одного места, то с другого места, и никак они не могут их объединить и сделать им одно место, выделить. Ассаламу алейкум, башлам. Массу Нохчи турпал хуайляц книг, ну, подобие 100 великих людей. Есть книги великие чеченцы, кажется, книга. Очень дорогая книга, она есть, она вроде бы идет в комплекте, то ли 25, то ли 30 тысяч стоит, что-то такое в таком формате. Великие личности, там, чеченцев, что ли, такая книга есть. Но если такой книги даже и нету, ее написать можно спокойно, потому что у нас достаточно героев. Здесь был вопрос про Талхига, и Батукоп Хамтоевского, Шатоевского, иначе говоря. Много, очень много, очень много наших национальных героев. К сожалению, недальновидные историки, исследователи, ученые, копируя ошибки Европе, копируя друг друга, какие-то сюлинские источники или другие источники, пытаются наговорить на свой же народ, не имея своих каких-то анализов, документов, исследований. Они берут просто-напросто, копируют материал, закидывают один в один. Они не реагируют на это, они не смотрят, каковы могут быть последствия этого. Не думают о национальной идее, не думают об оскорбить Нохчи народ, благо есть достаточно людей. Я не считаю дальних, я говорю даже близких соседних, у которых зависть, подлость, ненависть к нашему народу. Я не понимаю, зачем это внутренние люди делают, наши. Вот это немножко для меня непонятно. Честно скажу, непонятно. Другие же народы, соседние,
пытаются минимализировать свои внутренние проблемы. Наши же такие герои пытаются максимализировать. Я не знаю. Башлам, что насчет Абадиева? Я заметил, когда все нормально. И тут оно хайпануть решило, наверное. Я так скажу. Уточка Заврики время от времени пытаются хайпануть. Это мое понимание этих людей. Вот, когда идет стабилизация, когда идет вот последнюю, может быть, 3, 4, 5 дней, увидели, что спад идет, очень резкий спад идет, и меньше начали как-то деструктивно разговаривать, делать, то ли начали работать определенные силы, то ли что-либо, я не могу сказать. Но с нашей стороны, как мы говорили, мы ничего не делаем, по крайней мере. И наш брат Саид Ялхо с Европы, брат, задонатил. Саид дал сауду, дал духуаху, будущник эсершка судорил весендер. Вот. Деструктивные силы всегда были и есть. Если вы думаете, если что вы хотите, ночью народ должен определиться для всего. Если мы говорим деба, даха, деша, мы должны всегда преследовать свои национальные интересы. Где бы мы ни находились, Европа, Россия, Север, Китай, разницы нету. Национальные интересы нашего народа должны быть превыше всего. Меркантильные какие-то сиюминутные, копеечные дела, абстрагироваться от них. Анализировать, проверять, что же все-таки на самом деле. Порой очень часто подкладывают, так сказать, крысу. И кто-то по силе своей безграмотности, кто-то по силе своего времени, то, что нету, просто-напросто хапают это, а потом исход бывает иначе. Интересно. Честно сказать, уважаемые мои братья, у нас что тейпы, которые делятся на вары, вот те же самые тухумы, это немножко кто-то придерживается их, а кто-то не придерживается. Поэтому разницы никакой нету. Если они территориально входили в какой-то состав, будь то Чеберлоевский или Шароевский, тут ничего такого нету. Вот, насколько я знаю. Ну, дальше. Так, отвечаем на вопросы. Ну, какие вопросы будут, мы постараемся ответить. Опять же, я никому не отказываю ни в запросах, ни на вопрос Шаройский, Ошхазневсу, точность. Даталов, я же говорю, в основном относят его к шаройским. Некоторые говорят, что к чеберлоевским. Но для меня, что шаройцы, что чеберлоевцы, это родные братья. Да и был я в Шароевском районе. Они только друг о друге говорят. И Чеберлой нохчи, и Шарой нохчи, разницы нету. В одном из своих постов ты упомянул, что Сарира практически не было. Нет, это неправда. Я в своем одном посту указал. Я говорил конкретно о карте. Только о карте. Понимаете? Даталова, да. Я обращение Цаатве. Я говорил о карте, которая была закинута, которую почти что входил весь Восточный и Центральный Кавказ, что это государство не существовало в таких масштабах. Сарир существовал в каком-то своем таком микроучастке именно в Дагестане. Может быть, частично какие-то восточные земли входили в состав него, ни больше, ни меньше. Если не умеют слушать и не умеют читать, это безграмотность сюли, которые некоторые сюли, я имею в виду, потому что они именно отреагировали. Я опроверг их сказки, и все. Вот. Я говорю, если оно было такое могущественное, как они говорят, я говорю, в каком периоде полностью вся Чечня, вот там часть даже западных территорий, и Чечня, и Ингушетия, все входило в Сарир, что это карта, где это, вот что я сказал. Что где-то есть Сарир, существовал в своей области,
Это только об этом, Фатим. Если они говорят, что Сарир существовал, и вот в твоем понятии, вот они говорят, Сарир существовал, что туда входило все, и Таркитау, и все Тарки, все Кумыкия, все туда входило, и входила туда Чечня, и входила туда Ингушетия, и часть даже Кабарды входила. Такой карты, такой масштаб, я говорю, где эта информация? Вот о чем я говорю. Они там начали, что Сарира нет. Я не говорил, что Сарира не существовало. Я сказал, в таких масштабах не существует. И все. Что дугда червай тайп цен ногчи тайп душарвай шабеш цен ногчи бу. Шаройцы все ногчи бу. Ой, да, сега ца хумадать. От того, что время от времени сюли давали там пасти скот, ничего такого нету. Оттуда сюли прекрасно знает, кому это и Кенхи, и все остальное, это территория ногчи, он территории. Шарвай махбу, шарвай чеберлой мах, ца ногчи бу, квашнышуш. Я вас прошу, вот, вы такие вопросы задаете, которые, элементарно умштуешь. Поэтому нужно понимать, что вот такие вопросы, они немножко смешные. На чем они основываются? Они монголоидная раса, они негроидная раса, или чем они отличаются? Прижиться и жить по законам, ногчи законам очень трудно. И те люди даже, которые приживались, редко бы сделали. Башлам, твой ДНК опубликовали, да, я видел. Я клянусь именем Всевышнего Аллаха, валлахи, биллахи, таллахи, ни я, ни один представитель, который проживает на территории Нохчичуя, моего рода, не сдавал ДНК-тест. Опубликовавший якобы мой тест, это просто они взяли фамилию однофамильца моего. Это раз. Во-вторых, он даже не моего тейпа. Тот, кто это сделал, это просто-напросто балабол, который просто даже моей тени боится. Ему везде кошмары снятся, касающиеся меня. А я таких чекиндезов и кучкозавриков как давил, так и буду давить. Днем и ночью. Ничего не изменилось. Если бы даже я сдал, и мой ДНК там стоял бы, ничего такого не было. Я знаю, как вы, некоторые люди любят говорить, колено 12, 18 своих предков я знаю. Я ногчи из тейпа Эшбатвай, из вара ногч маххой. Понимаете? Им я абсолютно этого не стесняюсь и горжусь. Сюажгала ашу, беркелар хавелу. Поэтому что мне бояться каких-то кучкозавриков и балаболов, которые боятся показать свое лицо, боятся прийти в эфир, как самые подлые понтовщики, у которых, если убрать их понты, кроме шлепок, ничего не останется. Зачем вы у меня спрашиваете вопрос, который они рассказывают или говорят? Зайдите, спросите. Если бы я чего-то переживал, я бы, наверное, суетился. Не давайте себя обманывать, уважаемые мои братья. Если я даже, если бы я даже был бы с Алтая, не знаю, с Древней Индии даже, если бы я был, даже с Южной Африки, разницы нету. Я бы не переживал. Я знаю, кто я такой и кто мои предки. И мне абсолютно по барабану. Понимаете? А тот, кто любит говорить про ДНК и про все остальное, это просто-напросто. Наш народ, он устоялся. И нам за это переживать не стоит. Мы прекрасно знаем, кто такие есть, кто нету. Да, я понимаю, многие так и мечтали, что я по тем разговорам, которые вели про меня там и все остальное, что выйду, не выйду, это в субботу, в воскресенье я написал, что приостанавливаю свою деятельность, но многие представители моего нашего народа из Европы и начали звонить Сацмаяхара, Эфиш, Сацмаяхара,
мы не хотим, чтобы ты останавливался по просьбам моих братьев и моего народа. Только благодаря позови этого провокатора в эфир, посмотри, насколько его хватит. Послушайте, уважаемые мои братья и сестры, я кого-то звать не могу. Если человек зайдет и начнет отправить запрос, показывая свой фейс, я с любым человеком готов поговорить. Я ни от кого не прячусь. Я ни общество, ни тейпы, ни народы, никого не оскорбляю. Вы заходите ко мне в паблик. Исторический паблик, называйте как хотите. Ну да, к сожалению, нравится нам или не нравится, но и немножко захватывает, и политические вопросы тоже, понимаете? Поэтому я хочу, чтобы вы понимали, кто бы что ни говорил, зачем Флаттингас 96, зачем мне накручивать? Благодаря нарнийцам, их жалобам, я стою стабильно. Эти 27 тысяч – это мои кровные братья, сестры. Кто подписался, кто лайкает, кто помогает. Я всех почти что знаю. Когда меня приглашают в другие места, нет, Веденский не ответил. Я вижу всех их, я многих знаю просто по аккаунту. Я знаю их реакцию, я знаю их сарказм. Мне от этого, что я накручу, сделаю 100 тысяч. Если люди захотят, проявят интерес к своей истории, к своей географии, к общеполитическим таким некоторым моментам, я с радостью их встречу и пообщаемся. Что касается Сананю Хаку, чистокровно, это шатоевский кластер. Никакие гаги каких-либо нету. Хаккой, ценнохчи бу, шютер хабюля бу. Кузар циги дабанаш, мне дела нету. Дабани, кем они себя там считают, мне нет никакого дела. Здесь их родина. Хаккой, пантой, сеттой, геттой, вашандрой, варандой, ценнохчи берзлою. Нохчи кома, сиду, штумсуай, мержуай, шатоевский. И нохчи ком дагдой. И если какие-то балаболы или чикиндезы, кучкозаврики там говорят, они оттуда, они отсюда. Нет. Отсюда ушел тот, кто хочет. Кто не ушел, это их личная проблема. Шатой никогда не выходили из состава Нохчи народа. Всегда были, есть и остаются. Смешной вопрос. Вот, озвучь, пожалуйста, зайди в эфир к пожелам и дай нам увидеть себя. Нам очень интересно, как ты обоснуешь свои комменты. Давай. Говорят этому, как его, Флаттингас. Тебя просят озвучить. Башлам, дай нам увидеть себя. Тебя просят зайти в эфир, показать себя и обосновать свои слова, которые ты говоришь. Вот. Я передал твои слова. Вот так вот. Поэтому за Шатоевский кластер и Тумкалинский кластер я вообще не переживаю. Так. И нам братья Мулады задонатил. И брат Ассалам алейкум. Псидахир Берзлай. Дуэл Кюртер Берзлай. Сами Аллах Си дуэл. Да дук да дуэл. Я знаю, что многие мне там присылали негативные комментарии по этому поводу. Это моя фишка. И если люди мне помогают и отправляют донаты, я буду их благодарить. Я ничего плохого им не говорю. Я говорю, Аллах да асаду али будиснак эзашка солдахкаль. Эцнахи цардешты гухдухай церсидяш волде оласи. Они ради того, что донаты это добровольное пожертвование. Не нравится, обсуждаете за моей спиной что-нибудь про меня или что остальное, пожалуйста, идите к Бузуртанову, идите к Абадиеву, идите к другим. Там ничего этого не будет. Я по правилам, непосредственно по правилам всех стримов провожу свой эфир.
Вот. Кому не нравится, auf Wiedersehen. Кому нравится, оставайтесь. И интересное, самое горячее вы всегда будете знать раньше всего. Башлам пяст, я, ты духош, мечаду, ты. Везри, сон, хагуш ца, ты да, цока, я ду, мечаду, ты. Не знаю, везри, хагушам, да, шон сон ца, ты. Националистом кого называешь? Я тебе говорю, я чеченский националист. В позитивном понимании этого слова. Я никогда этого не отрицал. Не нацист, а националист. Человек, который любит свою родину, свою историю, свою географию. Сайкам биесун, саймуах биесун. Сун бырт биесайнохчик он. Но я никогда в жизни не презираю никого, не унижаю, не принижаю. Пускай каждый изучает свою историю. Я только за. Я говорю про свой. Нацизм и национализм, они различаются. С асабией прошу не путать. Башлам, мударник, ах, яц, мударник, перам ячу. Оша, яц мяцун, яцун. Индерби, сайхиник ярюк, сайхиник ярюк, сон аятра. Йокч аят харюсанан. Я много раз говорил, нихлай, варандуай, памтуай, хаккуай. Справа. Ничего, нитки. Кенты. Рахчо, со. Шак, лахка наш. Ничего тут и что. Харсайк унзал кайлбах карчворсо. И все равно. Хардубаш, тай. Я и не заметил. Песи садочил шешду. Да, са, аж Элларна ДРС хилужри. Так, кто говорит правду? Националист в хорошем смысле. Да, конечно. Мотя, Башлам, не обращай внимания на всяких покемонов. Покемонов, чекиндезов я не обращаю внимания. Так, вай гейнар гергер, дубрат Башлам, иштам вай массу дубовши гергер. Цутя щеку я цузри, я всегда ногче пам хальчансон, разница яц. Айтқалу жим тайп, да, слик док тайп, ду айтқалу, бу суба бу, ногче бу. И наш брат Рамзану, да, это Рамзан, Аллах, да, саю, да, дуку ахват. Болдис на кезашка судолю. Я же никого ни от кого ничего не скрывал. В хорошем понимании, конечно, националист. Почему? Национализм, если ты любишь свою родину, свою религию, свой тайп, это не запрещено религии, насколько я знаю. Если такого любить свою родину, Харон Садулаев, Харон, да, Саю. Кстати, про размер головы я в прошлом эфире, да, кажется, говорил. Я замерил свой череп. По докладу я не знаю, к кому я отношусь, но кажется 55 или 55 сантиметров по окружности у меня череп, так сказать. Компьютер подарил ДПС. Фатим, компьютера, да, у нас нету. У нас есть только 2 телефона, мы держимся пока. Башлам, как сдать ДНК Биг Тест, мистер 1920. Обратись в Фейсбуке Пахрудин Арсунакаев, он тебе все объяснит. Башлам, а когда появится состав тухумов, раз некоторые тейпы не входят в тухум? Да, увеличение или понижение тухумов не будет. Поэтому у нас есть только, как говорится, то, что есть 9 варов и 10 тайпов, которые не входят в состав. Я там учился в Чечне в первые дни, и первые дни я был удивлен. Учителя физики, литературы говорили о национальных идеях, о чеченской истории и так далее. Великолепно. К сожалению, национальная идея должна быть у каждого народа
А иначе, как же без национальной идеи? РПС нестандартный, кварт букса нестандартный. Так что, как-то так. 50 оттенков рыжего. Тухум это вроде турецкое слово. Нет, арабское. Есть тюркское. Эптиг даю это рёхапяс. Харон. Хомокш мэш хилчани. Аллах да дуква хуэла. Он операции на ош хазир. Эзербайлах вел хила. Далат хун мокш мэш قي بعشرة وخيلة. Эльстан школа. Узбо айран ларвал виз хаймокш ларие. Атхун уешона. Шусандол нохчи он хвамялбу. Вай сагаттир дац. Харон на вай тайпан Эльстан школа швая. Вашу. Всегда наблюдает, всегда помогает. Шегдоушки пардикнига. Даша был удивлен то. Вот. Так, давайте немножко передислоцируемся. Это соужел. Ой, один позиция, хочется то в одной позиции всегда держаться я не могу. Телефон, когда садится, я иду в одну сторону. Когда тажим дома не сел, я хочу позиция, хочется хлава, Башламбах. Уважаемые мои подписчики, Башлам это не мой ник. Башлам это мое имя. Исконно ногчи имя. Я не знаю, почему многие думают, что это у меня такой позывной. У меня интересный вопрос. Задавайте. Если я знаю, я обязательно отвечу. Вне всякого сомнения. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Башлам. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Если будут вопросы, отвечу на вопросы по истории. А так, какие вопросы задают, на такие отвечаю, уважаемые братья. Башлам, посоветую хорошую книгу про чеченскую историю. Я бы посоветовал тебе, если ты достанешь очерки истории чеченского народа Ильяса Сигаури. Мне она очень нравится. Точно так же книгу Хасана Бакаева. Вот, тоже хорошая книга. И вот так вот. А наш брат Ислам задонатил. Ислам дал Саадуэль Булдиснинг. Аллах дал Саудах Килозна. Эфир Амина Тисаева кто-нибудь смотрел? И я зашел буквально 5 минут и вышел. Ассаламу алейкум, рад всех видеть. Альцуму алейкум, ассаламу рахматуллахи ва баракату. А я как рад видеть вас всех. Давно меня не было с вами. Да, я отношусь к некоторым вопросам крайне агрессивно. Честно. Так, а ты слышал про происхождение алманен, то есть про современных немцев? Нет. Асан Бакаев не в Чечне живет, да, Башлам? Нет, он живет за границей. В европейских странах. Где точно говорить не буду. Я думаю, многие так знают. Башлам видел, в Дачу-Барзое нашли 2000-летнее захоронение аланской культуры. Да, видел Шатоевский. Шатоевский Берзлай. У нашего Нохчи, исконно Нохчи Шатоевского кластера очень интересная, еще неизведанная история. И они еще многим нас удивят своими археологическими раскопками. Шатойцы не такие простые ребята, на самом деле. Очень, очень. И во времена Батуков-Хамтоевского показали себя. Поэтому очень люблю, ценю своих братьев из Шатоев. Знаю, что это они имеют очень древние, как говорится, корни. Башлам, давно не видно Хасана Бакаева, не приболел ли? Да не знаю, Уражду, честно не знаю. Со мной на связь выходят обычные простые люди. Крутые, пафосные люди редко со мной выходят. Ну, пафосные почему? Я говорю, Хасана я люблю, уважаю, как старшего брата. Я читаю его. Поэтому, говорится, я.
Конечно, шаройский кластер не изучен вообще. А я молчу еще вайдо мохни мохкбуй, вай кваштуй, шилковскую олцуна, ну нохчима там мохни кваштуй. Наур мохка, наур квашта, цига, еще очень много интересного. Что касается Серженюрт и вот нохчмахкоевская сторона, это вообще, как говорится, там столько интересного еще. Вся наша родина, Нохчичу, вы не забывайте, здесь 5 культурных кластеров. 5. Все, от Майкопской до Каякина Харачоевской. Вот, это не просто так. То есть здесь очень много чего найдется. Да? Башлам, расскажи про Шату, что ты имеешь в виду, что они непростые ребята. Ну, во-первых, я еще раз, не забывайте, я конкретно говорю, сейчас не надо акцентировать шатуай асальчику, шатуай, шаруай, чеберлуай, я про всех имею в виду. Но участь шатоевцев, она была не очень самой легкой. Это часть, которой нужно было, это предгорье, это как наши Уарствай от Черных гор, Шатуай, это предгорье. Это место, где сталкивались первые самые сильнейшие бои происходили. То есть после плоскостных территорий. Это были первые ворота, которые нужно было защищать больше всех. Это первое, на что наткнулся Тамерлан, когда поднимался по Аргунскому ущелью с одной стороны. То есть поэтому эти люди испытаны войной, как наши Уарстхуай, которые Галай, Кабеш бьют у нас. Наши бога, именно непосредственно, которые с нами одна кровь, одним жили. Никогда не было вот такого, что произошло сейчас. К сожалению, после появления царской России вот произошло вот это. А что касается единственной некоторые кучкозаврики пытаются показать 3 договора, что 3 селения, которые шатойские заключили. Извините меня, но в Шатое, если я не ошибаюсь, ну, как минимум за 10, 15, 20 селений, которые непосредственно не заключили договор. И даже если заключили непосредственно шатоевские села договора, они буквально через определенное время нарушали их. И никогда не отсоединялись от своего народа. Вот. Цикруай хай, он цикруай цин нохчебу. Чунгруай тейп нахляцхай, он хворг дицер дарят. Чунгруай тейп нахляцха, чунгруай цин нохчи тейп ду, цашеку яцут яха. Чунгруай, харачуай, ригхуай, макажуай. Это были наши боевые подразделения, которые находились на границе. Очень много воевали. К сожалению, у Чунгруя есть очень нехорошая тенденция. Церах беше эстейпнал беше цац беше сюле шукабисна. Цер муатта яца ценной ногчи больше, но утеряли, так сказать, ассимилировали их сюле. Небольшое количество, но это есть. Но орма сейчас ногчи больше будет. Салам алейкум, шикрай, башлам, скажешь, мало говорят. Про шикрай мало говорить невозможно. Шикрай является достоянием шароевского вара. Цен ногчи был очень хорошие строители, очень хорошие воины. Шикрай гоник али шахчун, шикрай штаналец, это однозначно. Они очень много сохранили и по сегодняшний день сохранили вот все свои, так сказать, традиции нашего народа. Они как были, так и сохранились. Цундера. Тейповую тему я очень сильно не люблю, но все равно затрагивать. Будерц, унгруац, нохчебу. К Сюле, на самом деле, не имеет никакого отношения. Вообще не имеет никакого отношения. Я не знаю, вот мне начали там, один упрекнул меня, почему я говорю, что Чунгруа, тебя больше аришти ол. Ну, Сюле шука был Чунгруа, что там их там сколько, определенно небольшое количество, но царь Баха, это их ошибки, безграмотные. Шуаной, тхавежриба, шуаной, это ведь кю, ца доцек дүйч бол. Сказка штейсне, шуаной, это нохчи больше, яхёша, дик шир тайпду. Я давно интересуюсь этим вопросом, слышал нескольких немецких историков, которые полагают, что алманен, то есть немцы, ведут свое происхождение из Кавказа. Эту версию я слышал, не только немцы,
на работах, основанные Блюменбахом, как раз-таки антропологом, немецким антропологом, одним из известных немецких антропологов XIX века, которого очень ценил и уважал Гитлер, он утверждал, что все вот эти автохтонные кавказские народы, они являются прародителями всех европейских народов. То есть европеоидная раса иначе называется кавказианская раса. То есть корни отсюда. И тут нету ничего такого, что, как говорится, могло бы нас удивить. Так, Башлан, ты знаешь Нунуева Саид Хамзата? Я знаю его труды, но знать его лично не знаю. Найди в Ютубе. Так, большой информации будет, по-моему, и Башлан тоже много знает. Да, сами европейцы говорят, что они кавказские расы. Кири Тайп. Насчет Кири Тайп, ДНК-теста я пока не видел, честно сказать, к кому они относятся, или получили они новые, вот есть свойства, которые нет, айгары отделяются от чеченских тайпов, а потом пытаются себя там назвать отдельными. Надо посмотреть по ДНК-тестам, только можно узнать, к какому тайпу они ближе, и уже будет дальше ясно. Я не любитель того, чтобы приписывать соседние тайпы и говорить, что они 100% наши. У меня никогда этого не было, этой болезнью не болею и пытаюсь этого избавиться от этого. Желаю всем избавиться. Башлам, есть ли доказанные не чеченские тайпы? Есть. Башлам, гендер, Сотайп бину гендер гной 100% це ногчі бу кумердове. Доктай паду гендер гной. Чистокровно ногчи бу гендер гной шупы. Очень много именитых и наибов, и воинов. Дукамол ниш бу гендер гной шупа. Что можно сказать? Интересно, тайп вид на английском тип ро и типа на английском шил, холод, чил, на английском такие слова, да. В этой из Ассаламу алейкум. Михельта основана чеченцами. С этими вопросами не ко мне. Я пытаюсь как-то избежать вот таких вопросов. Михельта, Ансалта и многие другие места. Некоторые ученые доказывают, что это ареал. Не забывайте, мое мнение такое. Все, что находится по левую сторону Уайхи, это были основаны непосредственно и проживали там представители нашего народа. Что там после произошло и заселение этих районов и этих мест, это уже второстепенный вопрос. Так, Башлам, Хасух Эхляц. Хасух Эхляц, Умадац пока. Последний брек. Про него материал мы собираем, точнее мы, я смотрю. А так, что ты можешь сказать? Последний обрек считается Хасуха. Фотографии, которые предоставляются о нем, не являются достоверными. Есть живой человек, который видел, когда после убийства Хасухи, я об этом рассказывал у себя в эфире, один историк говорил, что не просто с Кавказа, а именно с его восточной части, то есть восточная часть Северного Кавказа, это больше, чем конкретика. Wise Home, кстати, и Блюменбах не говорил, что все кавказские народы являются автохтонными. Он перечисляет там от 5 до 7 народов, которые являются автохтонными. Туркой оштейп дуй башлам, хеззасон сатто, уй саттой. Це наш шатойский классер ногчи тейпту. Хасуха ингуш нет, хасуха ногчи. Не ингуш. Чистокровный ногчи хасуха. Хасуху убил его двоюродный брат Хаваж. Ладно, не буду спорить, но это недостоверно. Многие вещи так говорят. Покойный Мак Мухаммад говорил, спас его труп и захоронил. Это тоже недостоверно. Хасу, ингуш. Братья мои, прошел час.
Мне нужно перезагрузить эфир. Я перезагружу эфир, и давайте, кому интересно, заходите снова. Мы продолжим эфир. И если кто-то захочет отправить вопросы или прямой эфир пообщаться, я его тоже приму. Так что я перезалью, мне надо быстро перезалить, и заходите, кому интересно. Ва алейкум ассалам. И в первой части нашего эфира у нас было 541 человек в эфире. Аллах Тагаварти 541 человек был в эфире. Вот, надеюсь, дальше больше. Задавали вопрос по поводу, почему именно в такое время проводится эфир. Эфирное время есть самое пиковое время время Инстаграм-эфиров. Оно начинается с 10-11 часов ДРС и дальше. То есть вот в это время считается пик, люди уже после работы поели, отдохнули, которые могут себе позволить зайти в прямой эфир, пообщаться, вот, и считается одним из, как говорится. Вот. О чем рассказывать воинов и обреков? Войны, обреки. Обреки — это больше... Башлам, ты все свои эфиры сохраняешь? Если нет, то почему? Да, я сохраняю все эфиры почти что, кроме тех, которых разочаровался. Вот, в основном разочарование в том, что некоторые наши люди ведут себя недостойно. Такие эфиры я удаляю, потому что я хочу блага для своего народа. Мне не нужен пафос, пустые понты, разговоры, которые сотрясают воздух. Мне нужно, чтобы люди акцентировали свое внимание в первую очередь на исламе, в вторую очередь национальной идее нашего народа, которая будет являться объединяющим фактором всего нашего народа. Живет он в Европе, в Грузии, в Дагестане, в Казахстане или в России, или в самой Чеченской Республике. Вот. Есть свои приоритеты у каждого человека. Мои приоритеты заключаются в том, чтобы наш народ возрождался, не делился, не дробился, не разводил внутренний сепаратизм, не поддавался на провокации, не велся за кем, неизвестно кем, который приходит, начинает орать и говорить: вы должны воевать, вы должны это сделать, вы должны разрушить Россию, Америку, Англию. Мне такие разговоры абсолютно, я знаю, к чему это приводит. Я, в отличие от многих других, заканчивал исторический факультет, я знаю, каковы пагубные действия этого. Сегодня это время, когда вы максимально, мы должны стать крепко на ноги и учиться, развиваться, размножаться. И потом вы уже узнаете, когда все эти три фактора будут задействованы, вы увидите, кто вас ненавидит, кто вас пытается задеть, кто будет цепляться.
и все станет ясным, как дважды два. Достойные братья, достойные мусульмане всегда будут говорить и относиться к вам с честью и достоинством. Различного рода некоторые чекиндезы и кучкозаврики, они, какая ненависть у них была, так и будет. Что касается некоторых приоритетов и разговоров о возвышении или привлечении своего, как говорится, тейпового, своей принадлежности, это не ко мне. Я никогда этого не любил и не хочу. Я за то, чтобы возрождались и рассказывалась история, но в комплексе Нохчи народа. То есть Нохчи народ и остальные тейпы. И мне непонятно, когда многие на протяжении 3 лет, я рассказываю и говорю, что 1000 лет проживают в ауховской части нашей ауховской части проживают Нохчи тейпы, начинают люди другим говорить и начинают спрашивать, а ваш Нохчи буй, аш дуй. Зачем вы задаете один и тот же вопрос? Это говорит о нашей недальновидности. Это говорит о том, что многим нет интереса до этого. Зашли один раз, услышали, проходит год или полгода, заходите и обратно задаете один и тот же вопрос. Все 50 тейпов, проживающие в Ауховском районе, они являются исконно Нохчи тейпами. Вне всякого сомнения. Друг другу они все братья. Нохчи народ и все оттуда. Зачем снова и снова говорить? Все 10, 15, 20 тейпов, ну, грубо говоря, которые проживают в Панкисе, это исконно Нохчи тейпы. И нету тут никаких сомнений, что они как жили обособленно, так и живут, несмотря на то, что их называют кистинцами. То же самое в Иордании. Да, к сожалению, Хункар Махка в Турции мы не можем этим гордиться. Ну, что поделаешь. Такова политика Турецкой Республики. Но я их тоже понимаю. Это их национальная идея, и они хотят так, как хотят. Кто не согласен, езжайте домой. Если вы согласны с этой политикой, вот живите. Мы много говорили об этом с эмиром, который вырос. Хотят. Кто не согласен, езжайте домой. Если вы согласны с этой политикой, вот живите. Мы много говорили об этом с эмиром, который вырос, потомок мухаджиров, который проживается в Турции. Мы разговаривали и представителями Хаккуай, которые проживали непосредственно Хункар Махка. Мы же делали прямой эфир. Как они называли? Хаккуоша, он был потомком тех же мухаджиров, которые уехали во время Кавказской войны. Вот. Ну, к сожалению, из всего населения, которое проживает, где-то приблизительно 130 тысяч человек проживает в Турции, из них многие ассимилировали очень сильно. Вот это ассимиляция, то есть они фактически забыли свой язык, 70% сказали вроде бы. Вот. Забыли язык, знают, что их корни отсюда, но они стали турками, грубо говоря. Вот что произошло. И это очень плохо, как и для Нохчи, как и для адыгов, которые точно так же там проживают и утеряли свою идентичность. Это для нас очень плохо, потому что, ну, считай, этих людей уже нет. Маловероятно, что они после сейчас будут искать какую-то историческую параллель свою с предками и так далее и тому подобное. Я очень сильно сомневаюсь в этом. Вот. А те, кто соблюдает это, допустим, Урду Махка, Ашпол Нохчи с Иордании, они соблюдают, они поддерживают, они минимально выдают замуж за арабов своих женщин и берут мало. Вот они сохранились. Вот то же самое можно сказать и про ауховцев тоже. Ауховцы тоже минимально на самом деле выдают и минимально берут оттуда замуж. Но злые языки, конечно же, вот, Джафар Межигер. Нет, неправда.
не сильно сохранились. Ты ошибаешься. Они точно так же утеряли. Там национальная политика другая. Понимаешь? Вот. Это неправда, Башлам. Они не сохранились. Что не сохранились? Самый опасный человек — это манкурт, забывший о своем происхождении. Я сужу только по тем моментам, с которыми я лично знаком, с которыми я общался и говорил. Я видел ролики, где свадьбу в турецких чеченцев проводят с соблюдением у наших турецких. Запомните, я не говорил обо всех, я сказал часть. Пошла, может, ты уже говорил фухыл лерцунах, об идее связи Валер. Нет, он не вышел на связи, ничего не сказал. Амин Тесаев, твое отношение к его публикациям. Я не слежу за его публикациями. Честно скажу, Фатим. И публикациями не служу. Так я знаю Амина. Мы как бы общались, знакомы, а так следить я не слежу. У меня немножко иное направление. Я чисто по национальному, как говорится, национальной истории занимаюсь. Он внутренний. Он полевыми материалами занимается, я иными немножко. В основном я говорю. Он-то, конечно, может и другими занимается. Вы многие думаете, что я там прямо... мы взаимосвязаны, но очень сильно ошибаетесь. Бывает так, где-то пересекаемся, общаемся, а так у каждого своя голова, у каждого свое мнение. Шам и Нохчи тоже говорили, что не ассимилировались особо, но на самом деле на все, которые ассимилированы, говорят, они могут что угодно Нохчи. Анз 09С, ну, к сожалению, я не могу тебе доверять, поскольку я разговаривал с людьми оттуда, я не говорю все, но их там не так много, их где-то 30 тысяч. И большинство из них соблюдают и держатся еще. Тебе, мне, к сожалению, доверия нету, потому что я не знаю, кто ты, что ты говоришь и насколько это достоверно. А оттуда люди выходили со мной на прямой эфир, и я с ними говорил. Опять же, я не говорю, что 100% все сохранились. Но я говорю, в отличие от других, хорошо сохранились. На все катушки 100%, вот такие разговоры здесь не надо вести. На 100% никто не может говорить, и даже я не могу говорить. Только Всевышний Аллах знает. Если запрос будут запросы на прямой эфир, я принимаю, еще раз говорю. Увидите, есть камера, есть плюсик, нажимают, отправляют запрос, я принимаю. Если не отправляют, то что я могу говорить? Не надо говорить, что я не принимаю в эфир и так далее и тому подобное. Если доходит ко мне запрос, я обязательно принимаю и общаюсь с людьми. Поэтому Вольфганг. Если есть в Ютубе, если есть где-либо вопросы, задавайте, я отвечу. Не надо мне звонить, не надо в директе что-то писать. Вы можете зайти сюда, отправить запрос, и мы уже поговорили. Со предложение, Башлам, назначь тебя министром по нацполитике. Но я маленький человек. Я маленький человек, поэтому... Все, что могу сделать, я сделаю так. Не знаю, приходить туда, задавать мне в директе вопросы. Если есть вопросы, надо было здесь задавать. Я же сказал, приходить мне рассказывать, кому принадлежит эта земля, кому принадлежал Сунжинский район. Вот такие вопросы вы задаете, которые в директе, надо их в эфире задавать. И здесь уже разбирать. Спрашивать, как есть, что есть. Разницы нету.
на чем основывается. После уже разговоров потом заходить в директ, отправлять ярдхундит мегадари, илахт ишдари, ушдари, илахт ашхасадяхнери. Вот такие разговоры не должны быть. Зайдите, поговорите и узнайте мое мнение по этому вопросу. И насколько оно обосновано. Да, земля дана всем мусульманам, и всем и христианам, и буддистам, и всем. Шимет Арлах хочет, дубошло. Разговоры, если хочет, да, тогда зачем упрекать нас в том, что вернули то, что было? Нохчик оман, дег нохчик омду, дождь такой балабас. Умар Абдул, 65. Еще раз я вам говорю, все, что с левого берега Гуайхи, я считаю, что исторически цутях нохчи айна, нохчи бяхметтигю. Зелимхан Арслангириева, помнишь, он кумык. Зелимхан Арслангириева. Что за Зелимхан? Фатим, не помню. Может, помню, я не знаю. О, наша грузинская сестра подключилась. Софико, как твое ничего? Алейкум ассалам. Еще раз говорю, прежде чем начать говорить мне о том, что в 2018 году забрали, отобрали силовым методом, с помощью Путина и все остальное, еще раз говорю, ничего бы не было, если бы оставили земли там, где они были последние 200 лет. Мне не надо рассказывать о том, что это были бесхозные земли. На Кавказе бесхозных земель быть не может. И никогда не было их. О каких бесхозных землях вы имеете в виду? То есть там были бесхозные земли, потом их взяли, и чеченцы проснулись и сказали, что это там принадлежит, она входила в состав ЧСР? Это, конечно, очень интересный подход, но я вообще, честно сказать, они появились. Но, насколько я знаю, на Кавказе бесхозных земель нету. Я, по крайней мере, не видел. Он был чеченским эмиссаром в 90-х годах. Ладно, наверное, был. Я не помню, честно сказать. Всех и не припомнишь. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракат. والله عادي بطلع طب شاي دعشت الحمد لله الحمد لله دعشته. واقف ايدك تسوي شلون تسوي الواقع على الوالد شلون Ну, вот шуксу пока феля. صدق انه حادق واخل ذكر وعاشق عست عتاد ليش اصحاب هون أصعب دق أنا عباء عاشق واخن وعليكم السلام. ماشي انت عوسه نوع عوسه هم ده أصعب. يوم شيء الله نردوك شو بنوي لا تدري عاد هذول وين Владик Дишлат, наш Дичвац. خيط الفور Я отвечаю на вопросы просто-напросто. Муду Хайон, когда речь идет, заходит в эфир, начинает задавать вопросы, и ты отвечаешь на них, люди начинают говорить, поднять нери, цели нери. Я еще раз говорю, какие вопросы мы получаем, задают какие вопросы. На такие вопросы я отвечаю. Касаемо истории. Заходить в директ мне, потом писать, говорить, что если шейхата что, зайдите в эфир, спросите, что я думаю по истории, если это история, по современным как-то. Я отвечу Алласу. Почему? Если это так, Асхаб, если это так, у меня возникает вопрос.
Если это только с 18 года появилась вот эта тематика, зачем сегодня некоторые кучкозаврики начинают говорить, мы 30 лет не можем решить этот вопрос, и у нас претензии к вам 30 лет? Если этот У вопрос них, возник только у сейчас, них то... к нам претензии 30 лет. А, ты не смотрел видео, что ли, последнего? Ты думаешь, почему я Так у сделал? нас к ним, так у нас тоже у них к ним претензии 30 лет получается. А, у нас вообще-то никогда не было никому претензий, мы никого не Сейчас трогали. вообще эл дышаны А, батыр ючкрыл айылы ширайон претензии yok da ve kafin ya референдум ya просто ayılma юйда хадитра. И мотоцикл, так претензии что да пора шаволча дал хастамер от эч аволшлат лишний камелся деш. деч декам даре балдик. Бесхозные земли ол асхавиантик кертин тик دوست بيلقط داخلي بس خوزن ده هون موت ما يخن ادوقت انت تحتهم شنو Не знаю, он балдик дейт. то تتعور دي احسي غاج نشتو انا يرزو سن بيلقط هنا الله صادوشن اوبيل وات عصلو تورش ما بعرف شو قضيه الله احترم صدق جرى اخي على وانت قاعد حدا متقنع بس خوزن ده الله خدوا الله ده شعور شو يسو ايش بلوجيكي По логике, да. اخي ما تقول ده ايش معنات Олдер, могу туда ногти мотать. Ой, и я задаюсь этим вопросом, когда начинают говорить о том, что вот якобы взяли в 18-м, забрали. Я всегда говорю, 18-й, текашли, хандер, хаусиши. И мне последний супер ответ, который мне ответили, они говорят, якобы они были бесхозными. Азбак, где на нашей территории хотя бы пятачок земли, который бесхозный? Гинея он, рассказывает историк, вольная степь была бог, шагамел ждешь. Да. Никогда земля не была вольная, такого не было. У кого-то забрали. И что ж, ну тут то же самое. Бесхозная была, не была бесхозная. Просто хозяин был занят, и ты ее хапнул. Потом хозяин свои дела завершил, сказал так, собурел, дахилал, хайн, бати, диавал. Мою отдай, вот это нам не понравилось, у нас забрали. Я просто, согласно букве закона, разграничили, все, до свидания, тут себя. Есть люди, которые это понимают, а есть, которые не понимают. Вот. Те, понимают, да, могут не понимать это дело как каждого, но оскорблять наш народ своим непониманием, лично мне это не нравится. Честно сказать, проще всего в этом вопросе просто зайти, поговорить, узнать мнение, что, к чему и как это было. Пихать везде, вот сегодня мне уже 10 раз прислали документ, в котором якобы даны взамен земли Богу, даны взамен Шилковской, Наурский район, Карагалиновский плюс прибавить его. Возникает, валейкум ассалам, возникает вопрос. У меня вопрос. Я этот документ читал, где вы пытаетесь подчеркнуть. Еще раз вам говорю. Там нету ни слова о том, что даны взамен. Это раз. Во-вторых, нету ни одного слова, что даны взамен каким-то равнинным. Пригородный район. Это равнинная территория. И никогда в жизни бы, даже в то время, никто бы не согласился взамен дать. Заменить пригородный район на какие-то там, грубо говоря, степные части Шилковского и Наурского района. Просто-напросто. И документ, тот, кто не знаком с этим документом, поднимает этот вопрос, начинает говорить, Ерхадари, Ершудари, ну, предоставьте. А то, что документ вы предоставили, ничего в этом документе не говорится о том, что это дано взамен. Для размещения, да, опять же, кто что запрещал. Я помню, там был разговор, даже говорили, вместе нажитое нужно вернуть, бах. У меня возникает вопрос. Вместе нажитое это что? То, что все было разбито, разбомблено в 90-х годах? Так ничего не осталось.
Там одна труба осталась у нас в заводском районе. И турб еза, мы готовы отдать. Адули, ах, турб дахвайш. Кияхумам, я сказал. Остальной Грозный все восстановлен с нуля. Здесь ничего нету фактически, то, что было нажито в советское время. Ни одного завода не осталось в советское время. Что здесь надо? Это есть. Представь, вот им разговор, да, Томилович, в обмен замен делабов, что помнишь. Представь себе, сегодня чеченцы говорят, взамен на Ауховский район мы вам дали пригородный район аж Мухирду. Да. Парням, где хлопцы у нас? Наши у нас забрали когда-то, потом нам его вернули, когда он отсахил. Спустя 100 или 200 лет тебе его вернули, потому что других вариантов не было. И то же самое. Вот вы хотите Ауховский район? Нет, мы вам взамен него отдаем пригородный район Эльча. Получается, у них забрали, им же отдали Махлуйцу на Хилуй. Ну да. Издук, да. И что они? Сравнение, локсую, кто гуман. Да, Балик Дич. Искать от крайности в крайности бегать, честно сказать. Ну, мне было смешно услышать вот такие разговоры, честно скажу. Почему? Потому что, когда тебе говорят, ва алейкум салам, тебе говорят такие вещи, возникает вопрос, а что ты хочешь конкретно поделить? Что? Если начинают говорить о 1934 году, ну там вообще есть смешно до тебя, дег. Валлахи, до тебя, вы можете не верить, но даже при вхождении в Горскую республику, эта территория, восточная часть Сунжинского района, считается чеченской. Восточная часть Сунжинского района. Есть эта декларация ЦИКа. Ее можно зачитать. И не надо рассказывать о том, что в 1934 году только есть. Нет. И в 1921 году, при создании этой Горской республики, посмотрите декларацию. И какие земли, откуда входили в этот состав, посмотрите. Оно есть все. Просто некоторые фишки мы, может быть, не сильно этим распространяем. Муса Зурабов очень сильно ошибся. Понимаете? Очень сильно ошибся. Как Зурабов, Муса, это عمله حتى عمله دينا قوي باش ديتور دا ديتين دا تقيش ما يدروش اش دهنا مو يقدر شيء انت يا حتى عمله دينا رمضان ابرش يعني رتو ايش ايش قام دا خصوصا دا كان دينا ديتين ما تكبر او قاعده دينا بو. Понял. Ну, Аусал, выжри, но не только это. В 1934 году был вообще основан Малгобек. До этого там тоже не было Малгобека. Он основан как раз в 1934 году. Понимаете? Если на то пошло, у нас граница была только с Кабардой. Вот в чем проблема. А если там говорить, а если сегодня все архивы, прекрасно вы знаете, есть архивы в Москве, везде, они предоставят документы, что купили у Бека Черкасского эти земли, дальше о чем может идти речь? Мы купили эту Вот землю. Кавказья, мой архив, конкретно Ногчи, историю, конкретно Владимир Кавказский архивушка. Честно сказать, ассаламу алейкум, алейкум салам. Тот, кто хочет, когда гейн мелкий, кое-кто, можно дойти очень многие места. Мы можем прекрасно это. Ну, и плюс ко всему еще, мне, конечно, немножко поражают вот эти разговоры о том, что типа, удариза, оштега, покажите, цачурт гайтиш, сумете олшу, дугдаш, цачурт гайтиш, вообще смешно становится. А хучурт чдуцига гайтиш, я не понял. Какие чурты нужно показать там? У нас цачурт гайтел, а с гойтер дуэль. Если 100 шедош чурт гейта, хотя бы цанокчи чурт гейта, сейчас признать дона. Так, когда дегдится. Ладно. Маги башлам. Мега жду. Давай. Связь. Да, обед, привет. Амин. Салам алейкум. Адик. Адик. Вот так.
Эсди вари в эфире. Галга юрт, я всегда. Всегда гуттара ночи, а не юрт, ночи шквали не юртаю. Но территориально он сегодня относится к Ингушетии. Вац, Балтика, можешь вац. До сих пор там живут ночью, конечно. Жили, живут. Я сам из Псидаха. Сервер 7790. Башлам, что там насчет того видео, где ты говорил? Ничего пока. Пока ничего. 7-7 в конце Билайн работает. 7-7 в конце Билайн работает, Ваша. Работает. Но я очень прошу, Вежри, если кто-то собирается донатить, или на Киви, или же на карту только отправляйте, не отправляйте на телефон. То, что вы отправляете на телефон. Я не могу ни на него, не сделать, как говорится, не купить ни книгу, ни карту, ничего не могу на него сделать. Я сюаю, 7-7 номер сюаю. Мои номера как были, так и остаются. Я не меняю номера. Запрос свободно можете сделать. Главное правило — не материться, ничего такого. Суетолог не всегда. Да. Да, сервер, я знаю об этой проблеме. Еще как знаю. Нет, не работаю. Я не работаю в парламенте. Не работаю. Никакой разницы нет. Закрою рот, сидим молча. И если бы я работал, я бы сказал, что работаю. Поверьте мне, я бы не стеснялся. Это ваши норвежские сказки. Что еще? Группа крови назвать свою. Башлам, так ты не депутат? Нет, Ваша, я не депутат. Если бы я был депутатом, я бы вам сообщил, сказал: уважаемые мои братья, я баллотировался, я прошел, я депутат. И сказал бы, давайте вот вести дальше свои дебаты, ну, уже как с депутатом. Но пока такого нету, поэтому... Ты, по всей видимости, перепутал аккаунт, с которого зашел. Прищащ худыца цахуш, щащ хулил до цахуш. Нах духшу, бах. Незачем возвращать то, что и так принадлежит нам. Спалился на радаре. Просто. Я депутат, бах. Анз 09С. Поздравляю, братья Ингушей, что-то не слышал. Отца. Депутат отца телослужения. Теревьев бая, алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Да, работаю. Ты стыдишься своей нации. Если ты... А в чем моя внешность или форма, что мне, как говорится, говорит о том, что будущий хигу депутат Госдумы. Госдумы вообще ориентация сега.
Не провоцируй, бая. Блин, вот вы задаете вопросы, то, что в директ. Лучше бы вы здесь их задавали. Было бы намного проще. Я в основном отвечаю на все вопросы. Башлам, помощникам. И ассаламу алейкум, Аллах барт буалвай хоман. Дебилвай. Да, барт буаль Аллах через PayPal задонатил наш брат Бекхан. Бекхан Дасаевал. Болдиснак Эзашка Судурил. Огромное спасибо моим братьям, которые поддерживают наш канал добровольными своими пожертвованиями. Так, что там дальше? Дал дебил хамдарсига. Башлам, выстроилась очередь тех, кого нужно отправить в Нарнию Сафира. Эти ардабоны сидят во всех группах под разными названиями. Башлам, покажи черный костюм, который на тебе. Это не костюм, это муалли форма. Это не костюм. Это. Вы никогда не поверите, но это был квачу. Шун Магар. Ера. Шути Шердац. Но в 2008 году, когда я первый раз устроился на работу, в то время я был замом министра фактически сегодня, замминистра Хулы, зампредседатель комитета по делам молодежи, Сухайна Тягюар. Это с точки зрения вот чисто Бекхан еще раз задонатил, или это повторно, Бекхан дал саду уже. Ночи, что ветер чего, здесь нету пуговиц, все по старинке, как истинный националист. С тех пор, с 2008 года, я его не менял, не убирал, держится, тегетин, темно-синий кадидор, я его очень люблю, и он как никогда, беркати тегюхар. Цундер, нового ничего нету. 8 прошло 13 лет. Я очень привязываюсь к своим старым вещам. И поэтому, как говорится, он прошел огонь, воду и медные трубы вместе со мной. Освободил. Добро. С пустыми аватарками. Бисмилля. Пошел дальше. Так, одного отправил. Берсаджи его уже нету. Да, есть у этого, конечно же. Фит домой он отправился, да. О хорошее, мне бы так хотелось что-нибудь хорошее. Что у нас есть хорошее? Осталось 29 дней до Нового года. Я в смысле не праздника Нового года, а Нового года. Башлам, я так и вижу черкесский с кинжалом в папахой. Дорогое удовольствие, только не меня, Башлам, не перепутай мой ник. Нет, я знаю, какие пустые ники, какие нет, Башлам, сумма. Неху. Башлам, что там с процессом о возврате Сужинского Малгобекса? Есть процесс? Не знаю. Вы странные, провокаторы нужны иногда, они мотивированные исследования. Тоже хорошая идея, Фатима. Осталось 15 дней до приверы матрица. Башлам, почему с разными ДНК чеченцы 100% по характеру одинаковые? У меня сомнения насчет ДНК, ответь. Ну, насчет ДНК сомнения у многих людей. Характер присущ на
да и патриотизм присущ некоторым тейпам по-разному. Я не знаю, ДНК показывает родство, но не больше. Башлам, вот интересно, тот, которого ты позвал в гости, Чаязин и книги Оша, Войши, Вежли Дубах и Ахцахецун, он хотя бы помнит содержание своей книги. Не уверен, что он помнит содержание своей книги. Обсуждать я его не буду, но отвечу на твой вопрос. Так я скажу, если он хочет поговорить, я ему дал возможность. Башлам, вкратце насчет Шелковского Наурского района экскурс можешь? Что можно рассказать? Зелимхан Чеченский, Башлам, для чего строили башни в Чечне? Строили, сразу вопросы. Давайте по очереди. Для чего строились башни? Когда-то определенное время эти башни спасали, защищали жизнь наших тайпов, нашего народа. Но после того, как появились пушки, надобности в этих башнях пропало. Это ответ на первый вопрос. Издревле строили, и ничего тут нету. Технологии строительства и многое другое до сих пор сохранилось у многих из нас. Вплоть до того, как там камины и все остальное строят. Второй вопрос. Что касается Шелковского Наурского района. Я по нему вам сказал, что эти районы исторические, на этих районах, это были зимние пастбища, куда люди, представители нашего народа отправляли зимой, пасли скот там. Ничего тут такого нету. Определенное время при появлении уже представителей кочевых племен были и отгоняли скот, и сражались, и потихоньку ближе правая и левая сторона берега, уже ближе к самому Тереку осели на представителей. Появились терское казачество, оно считается в 16 веке, в 15-16 веке появилось терское казачество. Тут я, конечно же, некоторыми утверждениями многих представителей не согласен. Там, конечно, осели и Цечуи осели, то есть Уарстпай осели, наши Варандуай осели, Гуной осели. Некоторые рассказывают о том, что чуть ли там не обрусели, но это я с этим абсолютно не согласен. Да, брать брали, воровали невест, но обрусели слово не подходит для нашего народа. Да и нету такого случая, тем более при такой близкой территориальном пространстве слово обрусели немножко неправильно в данной ситуации. А то, что крали, брали, это все, как говорится, было, есть, и никто этого не отрицает. При плотном давлении уже во времена Ермолова и царской России начали потихоньку выдавливать оттуда большое количество Варандуай и Гуной, ушли обратно в горы, но не все остались. Поэтому после этого территория за Тереком была очень плотно заселена терскими казаками. Что касается и Шелковского района, были поселены нагайцы, ну и остальное, как говорится. Вот. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос касаемо этого. Да. Что за вопрос-то был, я так и не понял. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Худу башлам, мокшай. Да ладно, сам удовольствие. Да, эти земли за Тереком, левая сторона берега, были, конечно, исторические. Потом, после депортации, эта часть была присоединена к Грозненской области. И эта верхняя часть полностью до самого Каспийского моря входили в состав непосредственно Грозненской области. По возвращению домой, еще раз повторюсь, по возвращению домой запрещено категорически поселяться Шаройский, Чеберлоевский, Галанчожский и Тумкалинский, частично Шатойский районы запрещено было заселяться. Плюс ко всему этому, как
как говорится, были противники армяне, русские, чтобы заселялись чеченцы в город Грозный, потому что он был полностью заселен. Не забывайте, это 300-400, 300-400 тысяч жителей проживало в городе Грозном. И они были противниками. Почему? После возвращения чеченцам отдавать или дома, или позволять им, потому что происходили стычки. Был целый бунт был. Это в 50-х годах, вплоть до того, что на бытовом уровне был убит один парень, поднялся бунт, подключились НКВД, точнее КГБ уже вроде бы в то время, подключились сотрудники КГБ, бунт был подавлен, не просто так это все было, и приняли решение. Поскольку эти Шилковской, частично Каргалиновский и Наурский район входили в состав Грозненской области, без всяких проблем, туда же были обратно возвращены Шилковской, Наурский, часть Каргалиновского района. Для тех, кто не мог поселиться в горной части, не предгорные, не плоскостные, ни взамен, никакого речи не было. Поэтому всем, ни Гайрбеков, ни один из представителей нашего истеблишмента не было запрещено поселяться в Наурском, Шилковском районе. Каждый желающий мог поселиться. Но наши, если вы хотите, что ж, прямо исторический экскурс, наши представители, наши братья, соседи, Галгай, решили, что это не их территория, имеется в виду, для них было ближе поселиться в самом городе Грозный, заселились в городе Грозном, в основном все ингуши проживали по городу Грозному. Это не говорит, что там их не было, там остальном. Нет, поселяться они могли и в пригороде Грозного, Грозненской области, имеется в виду Грозненского района, поселялись. Но в основном поселились в Грозном. Никто их не ущемлял, они были частью. И вот в этом докладе, то, что рассказывают эту Филькину грамоту, написали, что якобы даже в советские времена были ущемлены национальные интересы ингушей, это неправда. Самые лучшие места, заведующие, хлебные места проживали, работали наши братья Гала. И никто из чеченцев никогда не возмущался этим. Ишхаба что? Башлам. Я добавлю. Ой, Адухиншана, да, вот то, что грязь льют на Гайрбекова. Ага. Это неправда. Он уехал со своим, он уехал со своим народом, и он вернулся со своим народом. Садеда, он 882 года был. И многие Бохкина, не только 1882. война. 1800. Да, А да. Раз он сразу. Да, это извращенцам, знаешь, хоть правильно скажешь, хоть неправильно, они исковеркают. Садится. Дуку Бохкина бар, Алай, Нохчи, любой тейп, Алай, Нохчи, Юки. Цац Бохкинах, Цацабяхкар. Сенцабяхкар, понял? Первый вопрос был, когда сказали, что Садам Бахуелла. А вы лам чудохаете. А чудохаете обратно. Садохаете. Нех аринш. Тхосен дёхшт. Нех аринш хузаю. Штабисе духнах буцик. Допустим, вот Хасавюртер, охой бац. Они вот, кстати, они все сразу дружно снялись и все уехали. А когда сюда приехали, нас цветами никто не встречал. Нас как проводили туда под стволом, так же и встретили. Да, Ларой, и то, что говорят Гайрбеков, да я вырос в Советском Союзе, я уже довольно-таки взрослый человек уже был. Там такая идеология была. Да мы рады были бы этот маленький район подписать, чтобы нас только вернули домой. Пуханелышный, вообще бы, на кого, по чего, поклеп. Я не знаю, но это молодежи, не, я бог и нахват. Они же знали, как мы в Советском Союзе жили. Это в 70-е оттепель была, в 60-е вообще тяжело было. Вообще никак. Комендантский час чуть ли не до 53-го, 54-го года был там в Казахстане. Ты вот за рекой, твои родственники живут там за ручьем, ты перейти не можешь.
Дау, шкашмуш тига хыл, дауй, галай боля, ногчи боля, штабух кшхылы. Халуй очхана, когда выслали, я спрашивал у старших, я говорю, почему так сейчас вот, ну, Бартанбац, а халуй очхана, Бартхул, а когда чуть-чуть это расслабляется, не расслабляйтесь, Бартхалит без. Да. Так что, а Но когда это, сюда, Беслан, насчет когда этого, сюда приехали, и Галай знает, как не пускали, там с боем прорвались, и этот Грозном, кто поселился, с боем прорвались. Это 61-й поток, яц, кто первые приехали. Сам Халадар, Цандар. Когда уже остальные ехали, уже наши здесь внизу были, кто первыми приехал. Поэтому... там до 60-х годов, до 60-х годов, не то что Грозный, Алзар Котер, Мичаю, Да, да, да. Сюлиш, Стани, Дончдох, Чубухки, Шейценош, освобождать царя Сюлиш. Есть же это доказательство. Все это прекрасно. И не было у нас такого, хоп, переселили 500 000 в один день переселить. Мацабина цыган. Это понимаешь, процесс, Башлам, вот смотри, Садеда, Сашиде, Вош, Деде, Вежери, все у меня в Казахстане похоронены. И когда на эту тему начинают говорить, ну я не знаю, для меня это очень тяжело. Потому что первая волна, которые приехали, потом следующая волна, многие остались. Да, это не те, это не сейчас даже. Сел тут на самолет, улетел, позвонил. Тогда и связи не было. И вообще, допустим, мои попали, деда Алат, отец, там, отец сколько, 5 лет был, он 39-го вор, девушка 38-го вор, тетка 33-го. Они попали... Беслан, Фатима, на что я ссылаюсь, прямой потомок у Чирхаджи, и у него есть имя Мухаммаду, он проживает в Норвегии сейчас, заявил, что он из тейпа Гендергно, прямой потомок у Чирхаджи и готов любым человеком поклясться на Коране. Если ты говоришь, что ты потомок у Чирхаджи и что он кумык, никаких проблем нету. Давай, приезжай, когда он будет здесь, и ты поклянешься на Коране, и он поклянется на Коране, кто является потомком у Чирхаджи и кто он по национальности. И вопрос будет закрыт. Точнее, не ты, а точнее мужской ваш род. Вы поклянетесь, и все будет ясно. Ты говоришь, мы тоже готовы. Никаких вопросов. Когда он приедет, встретитесь. А что касается ссылок, вот столько ссылок. Я эти ссылки все с источниками, с книгами закинул. Никаких проблем с этим нету. Плюс ко всему еще. Очерхаджи здесь похоронены. Дочки Очерхаджи здесь похоронены. Можно, если до то пойдет, если так ты говоришь, можно просто-напросто договориться, посмотреть. Я не знаю, как это с точки зрения религии. Можно взять, сделать эксгумацию, взять ДНК их потомков, сверить их с вашими, из их, и все станет ясно. Это такие вопросы, которые не так уж просто, как ты думаешь, решить. Вот. Зайди, там есть фотографии, написаны их имена, где они захоронены, в Майртупе можешь поехать. Все это есть. Никаких проблем нет. Беслан, Бяхмабила, давай дальше. Вопрос. Вот смотри, Башлам, в 59 году тетушки выехали, там километров 120, наверное, от Баянула, Джисыбаёш, где горы, там наши были высылки. Они выехали туда, в район, на базар, и дядьку встретили. Они не знали даже, где по области раскинуты были. Это прошло с высылки, считай, 13 лет. И дядька сказал, что цик-цик дышим по Ладаре, Адул, собирайте, снимайте. 13 лет они там не виделись. Да. Потому что не знали, кого, какой этап, куда выкинули. Кикбе. Ну, зачем эти вещи говорить? Вообще это... Даже я помню, вот 77-й год мы туда наездили, на тренировки туда-сюда, с Каяц туда ездили, с минутки на трамвай садились. Бог и бац, вот, уже сколько, по 40-50 лет. Начинаешь на своем говорить, они... Говорите на своем, да, чувак. Вот такая ситуация еще и в 70-е была. Так что... Это сложная ситуация. Но я знаю, что еще думаю, Беслан.
Когда люди начинают говорить о космосе, якобы если там есть космос, значит это их Земля, у меня возникает вопрос, скажи мне честно, вот твои предки, да, что это... Галанчош, эхо, Волга. Освободила, сояла, что Бекхан, ой, Бельчан, Масан, дал что донаты, а ты Бекхан, дал Сауду, да, буддистник, это же Касуду, лил, да, духовку. Вот твои предки умерли в Казахстане, правильно? Отец, дед, дядьки, да, там все похоронены. Там похоронены. Мать уже скажи мне, Беслан, вот, у меня вот как, ты знаешь, как я к тебе отношусь, своего колвош сандук вирус усунул. У меня вопрос к тебе. Ну, я свистеть не люблю, мне эти, как бы, эти разговоры не нужны, я просто так, Сайнхорас, Агда, Цахорас, я не буду говорить. Нет, это самый простой вопрос. Они захоронены сейчас в Казахстане. Ты имеешь право претендовать на земли в Павлодаре или рядом, где похоронены твои дедушки и отец? Ты имеешь право претендовать на эти земли и говорить, Кокош Машкузаду, это моя исконная земля? Но мне такое в голову не приходило. Я вырос в Казахстане. Ладно, я договорю. Я благодарен Казахстану. В основном напасти бац. Казах, законно, да, аспани братство, лила цаюр. Или ты мне друг, или ты мне никто. У меня такой по жизни было. Но, благодаря, как мы можем претендовать? Сэр, мог бабос. Ну, бусут, а то, что сейчас, вот, допустим, Галанчошский район, свет начали проводить, дороги делают, Знахан, Цаолсун, сейчас туда люди жить поедут. Возьмите 2000 семей вообще. Да я сам заявление написал, братан, 2 года назад со своей семьей. Мои братья все, которые в Казахстане сидят, они готовы приехать. Причем здесь это, смотри, это, подожди, дослушай, вот смотри, я, к примеру, говорю, война, я галаш, нохчиш. Вот смотрите, Австрия, у меня, ну, там родственники жили, пожили, приехали, обратно, короче, вот так. И получилось, Ламш, да, мне всегда интересно было то, что гор касается. У них, говорит, как бы, замки, родовое, все осталось это. Они, говорит, в аренду отдают эту землю. Но, говорит, вот такую ты спичку, если уронишь на этой земле, вот кто здесь же, Европа, вот я, насколько знаю, как мне говорили, вот ты спичку уронил, с тебя штраф возьмут. Если они черемшу нашим копать не дают. Так что вой мох ларба бед, вой общий год, вой жриду массу, да, а то, что вот сейчас свет пошли, газ проложит, знаха. Это во-первых. Во-вторых, насколько я знаю, Рамзан обещал, кто поедет и финансово помочь. И работа там будет. То есть, да, Швейцария, Австрии, надо прогрессировать, а не топтаться на одном месте. И не тянуть это рваное одеяло туда-сюда. Да никто не тянет. Да, Мухла, и Калиматов Шиат тебя, он сколько, год он или 2 пришел, да, как бы он и в этом году, и школы здесь собирается строить, заложено очень хорошо. Главное это. У нас, кстати, дороги и в Ингушетии, и на Кавказе, и в Чечне, у нас хорошие дороги, да, а чудо к России. Очень плохие дороги. Но если да, показали сегодня, постепенно все будет окей. Я же не просто так закинул пост, я же показал, что уже федеральные СМИ, если показывают о восстановительном процессе историческом горном районе нашей республики на федеральном канале, то есть оно уже не просто так, это не местечковое перетягивание. Да мы не мечтали об этом, братан. У меня какое понятие буду, я кривить душой не буду. Вот не живет никто в горах, не живет, вот она стоит как бы вот 44-го года. Ну, кто-то там едет, скот пасет, дома дарите, кто-то там уже, и я тебе сейчас скажу, я в 70-х приехал, там уже и дядька был, вот, допустим, Ялфр, короче, они там скот держали, больше. Аббас здесь был, Мержи стоял, я Лелосов, Джимош, там очень красиво, классно. Кто-то хотел, ехал там, Гоурыш, Ливош, Дохан, Ливош.
А, допустим, если дороги будут, да тут отсюда вот выскочил через Бамут, там, ну, час-два ты доедешь. Допустим, я до Эхо доеду. Да я не мечтал никогда об этом в жизни. Если туда свет и газ проведут. Да брошу я эту всю равнину, весь этот мир, уйду там себе хибаров построю, и буду жить, и буду, ну, насколько здоровья хватит. Ладно. Беслан, Да, Александр, перезагрузите ЕСа очень. Давай, я-то зашел, вышел чай попить, так заскочил от скуки. Давай, Я дал сейчас машину тоже, перезагружу. дал бас с собой, лукдаун, давай. Я перезагружу и зайдем заново. Я сейчас перезагружу. В второй части нашего эфира было 506 человек в нашем эфире. И надеюсь, дальше будет так же круто. Что хотел я еще добавить по поводу района. Не забывайте, благоустройство районов горных происходит не только в Галанчевском районе. Восстановительные работы идут в Итум-Калинском районе, архитектурных, вот именно непосредственно наших башен. Шаройский район, наша маленькая Швейцария, тоже потихоньку строится и возрождается. Сейчас хорошая тенденция пошла, что многие начали уделять огромное внимание восстановительным процессам в горной части, то есть на исторической родине нашего народа и нашей отчизны. Поэтому это не просто так слова. Галанчевский район – это один из самых сложных и самых трудных мест. Вы понимаете, почти что 120 километров полотна. Вот сейчас собираются и, иншаллах, будут они уже асфальтированы. На любой легковой машине можно в течение, так грубо говоря, часа-полтора можно доехать, и никаких проблем с этим не будет. Поэтому горные части, как Галанчевский район, полностью будет кольцевая дорога по всей территории нашей Родины. Все возрождается. Шилковской, Наурский, Чеберлоевский, Шаройский, Итум-Калинский. Все районы, все, что у нас касается нашей Родины, они возрождаются. И тут нету определенной, если вы думаете только на Галанчевский район, нет. Те горные части исторические. Хасавюр часть Ауха, да, Хасавюр часть Ауха. Так было всегда. Сейчас я уже не знаю, сейчас вроде бы нет. Сейчас он идет как отдельная единица. Так. Сладошу. Ассаламу алейкум. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Tamam, bu dersin olacak. Ага. Evet. Min siraj de uma, son ta amel dia shal ke chwa. Grani chayil ni da ni, например, so троит он бо шен ингуше таин so самуина баттатен ахча делас قد تقول يغا هنا عدن تاع قومنتار نبا تاعنا تاع بروموشن لوش عشان اختلو ازولين يز لعرا ازولين دلس نو de kudu granici lati تاع قمر داس بوسل بوشن السيلة تدعو دوش اتول اشتعدو سغلق ولا نوخش ولا رازنتي اتول granici حيلني نوخشت تي هنا عندنا دني وقت قمير خسر نوخشت كرسنا غوت نوخش بوتو قنا وصل يشر يا شان ويت سولش يا تقيشر يا تات اغدي عشان مشات يوم نو دوسون يدين سنه السراج دستين دو اميادات تششت اغياتشي قيت اغياتشي حاول محمد دوش داود محمد دوش
so it's خزن خدنا صندوق عوشل نعوض نتقو قيتين so دوق أميال دوسون إذا دون دي سويت أشوف أميال دي أشوف صار يمكن تهون ليشتينا يرجع يتسلس وتعت بالغ متكش بعدين عايز سيرش أس هورستجوي ونقش متعيدو شغل كحجندو и вала, мила вала, Башлам, когда буду строить аэропорт в Бачи-Юрте? Иншаллах, все будет. Бачи-Юрте аэропорт это что-то новое. Я сказал, о чем. Хорс таки щеглахту. Их приняли хорошо, им предоставили доказательства выше крыши. А остальное, как я и говорил раньше, это просто тупо-напросто хайп. انتقاد كودو باش نحسوا كاتش فبتشو الك تيجا سيعو الك بروكا تشبوتو بيستنك لا تسدو ال لا تسدو ال سيعو الك اميا دي اشرق نتولك نيرتا قوت عشان لا تيجي ان شكرت وين لا تسدو ال اميا دويتو لا عندك دار غلق ويتروات ونخش شو قاعنا там речь шла непосредственно утрированно. Разницы не было. Он говорил о чеченской земле. Это может быть и Сюли, это может быть и Терский казак. Маситус Алмайр. Любой. Эле вайбо куду тиха тит адамбат табалат فتشوا وقالت يعدوا نو عطا دوز حديني دعوني والله بلا سراج ذكرها دوز خلي عليه سراج دوز دولار ده سر اوشوس دينا سراج دي سي اسنو حلقه بيتا امي الشيخ انا بات سر دولار ده ترعون غاس ونغا تاع إجداء إجلات ديش باش تا принципиально تقييم ديش صوت بيتان ديش أبو نابوش تان سيفكر شو ده وغلق قيتش بوس يوقع شوارتو وجه بقيته قيتش نو يحاول يسراج إنه أميادات أو نوع ديان صون تندي أو تسويت وعصر إذا بروس يتين صوت ده تعرف مش نير صبادك ديش نوع ديان صون إذا ما درس خير связи аларна вой сегет вешум дать, как говорится, язык без костей, говорить валикум ассалам, говорить может каждый, обосновать свои слова, это, конечно же, здесь немножко сложнее. Мы не будем судить людей по высказыванию определенных личностей, которые, к сожалению, должны были заниматься именно тем, чтобы сглаживать углы, а не делать, чтобы противостояние, понимаешь, усилилось. Это его личное, как бы, ну, послушай, ой, сейчас даже долдишь, что какое впечатление он о себе оставит, такое, как говорится, и люди так и будут о нем говорить. Люди, которые ко мне в директ пишут, телефон, достатью, хату, я говорю, ты был в моем эфире хоть раз? Ты слышал, чтобы я говорил хоть слово плохое про ингушей, дагестанцев, кабардинцев, кого-нибудь? Я не был. Я слышал, что ты говоришь. Все сидят, сплетничают, как конченые бабы, те, кто это делает. Это и бахар, башламу, оша, да, вала акет свалния. Хауэль из башламик, хатам башлам, субах, я худую чуй, масла бахаса. Если бы я, знаешь, в чем плюс наш? Если бы я себе позволил хоть один раз высказаться, как тот же Русик, Идрис, Сираждин и кто-либо им подобным, то вообще царь говорили бы, что я никогда в жизни и половину не сказал того, что. Что касается некоторых черты характера людей или какие-то банальные бытовые проблемы или заболевания, иди так, но это его уровень. Его уровень там говорить и обсуждать вот такие дегенеративные, так сказать, выступления. Для меня больные люди это больные люди, здоровые. Я хочу общаться со здоровыми людьми. Мы с тобой не должны акцентировать внимание на него. Да, к сожалению, сегодня очень сложно. Почему? Потому что многие не осуждают его, а многие поддерживают его. Многие, в кавычках, многие, понимаешь? Но вот в этом проблема, понимаешь? Проблема в чем? Если бы многие представители нашего народа видели бы своих братьев, которые говорили, почему я это примечание делаю? Когда
он и Муса ехали на встречу с председателем парламента Чеченской Республики. Здесь о них писали столько оскорбления про все. Они не представляют наш народ, они не имеют повода. В этом случае все осуждали. Но когда оттуда о них, это они начали сразу от него отталкиваться. Но когда уже непосредственно от него, как говорится, он начал говорить плохое, ни один человек не осудил его. Такова тенденция, такова реальность людей, которые сидят в интернете. Вот. И мы, конечно же, все это прекрасно видим. Хорошо ли это, плохо ли, разницы нету. Но факт остается фактом. Кто бы что ни говорил, мы должны прекрасно понимать, возрождение и процесс возрождения не прекратится нашей Родины. Оно будет возрождаться, и будем строить, все восстанавливать, все, что касается нашей Родины. И ни у кого не будем спрашивать. Башлар. Самое это. Муса мо болшва. Сираж давать уй амирштяш ваган. Шлат деш батеш, деш батеш. Геносоны. Я знаю, о каком ты говоришь. На связи я цул хуже выступление Идриси на Абадеюс. Ой, не болбеш нинда цол, я думаю, иншаллах. Самое вот со тайпант эргуса эряш медруса. Лат لوش أسود سلات سياش من الله تاس حبينا غلق شنديلا سوش رسنا على أرسنال والله بالله لا يقرأ مدوس شنسا إنه سيعاول بتشر مبوق تأمل دياشول تقوى تويس بتشر يالد ليش نشلا إحا سكيت أدم دبلت رازي تاتي غلق ولا سويلي ولا غاس ولا رازي تاتي بتشر أيش ندي أدوقي يدوسون أهلو تسونق أميرزات إيش دوسة أشوق تقية تقوى بيش تقية بودي ستادين قام يقع دوتا شينك ولا ديك ولا تقوم تقولتر وينك وابش تعالى مقواش واتر تدير ده بقوة توريل ده ديكنج دوال ميزن ديال وقما ديال نو سنلو بدو ساسيا سراج دين دو أمياج أو نو ديان سنو إيق أمياج دين شاني هيتلت عاوي نو محمد واتش عاوي محمد حوشل دين إيه أتليل من تقول إيش كون قسم ده بتاع بوزن الوقت ده نو تعم دو ويلات ويدو تاني سيدو تاني قادوزة دو سدو وجدو أكشن بتشو أكشن ده دوك إن شاء الله يا تدرس خل بس درس خل عبيش بقبوا تان إشياء يعني عبت بيشكو صوت شوا درس ده يحتو بوزن ده الوقت ده درس خل أول مرة وات أبوش ده ما شاء الله بس فاز عدوم يشومن وجري هقشوا ده جخيدو شون أسوق خيدو إحتنا اشتمال أحتخلت كروشكي يقيل دير обычно خيدو فهمتي درس خيل سجترنا шей наш поддержать боца, хотя не показывает этого. Анзор 09S. Чен ты уя, Анзор? До Милварса. Диалект чуть-чуть уя. Алейкум ассалам. Брат по диалекту бегуя. Мама пиво. Пиво моншвац. Хорошо. Ассаламу алейкум, башлам. Дамирлык, колдион, горилла, бедари. Я вообще-то Дейл Маршал Хилл, Нохчи 77.
Ой, простой. Ой, простой, душон vezeli. Сколько у вас диалектов и наречий? Ушурм 13. Ты кто? Объясни мне. У нас 7 диалектов и 10 говоров. Как у настоящего народа. Древнего настоящего народа. Да. 3 раза сам себя подтвержу. Правда, колокольчиков у меня нету, чтобы подзынкать. YouTube. YouTube, что, Амастагой, Ибраим, смотрят, есть вопросы? Если есть вопросы, задавай. Я отвечу ровно в 14:48. Борзини СС. Накзаборца Яшиш, вообще неинтересно. Эй, брат Русланбек. Задонатил Русланбек. Дал си дуэл, дал сайл, донат. 141. YouTube чуайл, без ложь, салам маршал, у них другие цели башлам. Хадак, церик, амиш, сидеш. У кого какие цели, нам дела нету. Нас интересует чисто наши кофе, башлам, чуа, жижгал, диқас, ится. Ирся, кафе, чуа, башлам, жижгал, диқас. Возда элай, ваша, да, духуа, хуэл. Жижгал, наждика, мордар. Башлам, на теречный район, ер, бейно, юрта, дейца, хумаха, на теречный, хаа, на теречный район, бейно, юрта. Бейно, аш юрту, бейно, школе, юрту. Из Ломар был бейно, их спустили туда во времена, вот ермоловские времена. Башлам, почему никто на связь не выходит? Я не знаю, почему не выходит. Ломар, лишь возраст мялил. Свой по-разному. Те, которые сохранились с 13 века. YouTube чура на кофе от братьев ютубовцев. Башлам есть кафе в Москве. Башлам называется. Знаю, ДРС. Что я хотел сказать? Самая старая считается, датировка считается 9 века. Башня. Это нашли то, что в Харачое. С 5 по 9 век. Те, что сохранились, одни из самых старых считаются и Тумкалинские, и Шаройские. Начинается 13 века, с 13-14 века. Ироевские башни есть, которые 14, 15, 16 века. Вот таких вот периодов они. Да, это то же самое. Вот. Башни, башлам, вэя, пасчо, Харачое. Ну, я говорю от 5 до 9 века. Вот приблизительно, ориентировочно этот период. Говорить точно я не могу. Башлам, про тайп Нижлай расскажи. Нижлай. Тайпа кешниш юрта чеберлай. Варюк и бошбу Нижлай. Жим тайп дац Нижлай. Не сказал бы, что это маленький тайп. В ситуации он Нижлай. Ночи был в царах. Как и многие чеберлойские тайпы, не молодые. Хазшир тайп ту. У вас тема, походу, у вас любимая тема, тайповская тема. Это ваша феня, как говорится. Не знаю, не желаю метик хазучок. Обиделись или нет. Цалный дос, дышный совежри был. Кстати, у Дышни есть такой же ДНК, как и у представителей моего тайпа
то есть мы кровно родственны друг другу. Кирт Баунеш, самые старые башни в Тире. Но их не проверяли, я знаю, как я знаю на анализы. Но те, что проверяли, я говорил, вместе однажды Гуцерию забрал Лешцерк. Ты имеешь в виду Малгабек? Зантвай лати Аллаху, Зантвай, уже Алмаду, Зантвай, очень старый, исконный, Нохчи Тейпту, проживающий, очень широкий ареал проживания. В основном, начиная от Ауха и заканчивая северной частью нашей родины, Тяркисти Улани, до самого воздуха, аж Зантвайбу, Тяркисти Адукбу Зантвай, Цундера Зантвай, Духтай Паду, Цен Нохчибу. Скажу вам так, они отличились своей воинственностью. Зантвай очень даже по ДНК, кто ближе всего к Мелхе? По ДНК ближе всего все, кто J2 и J1. Башлам J2, Башлам Нохчиух. Башлам. Мелхе в основном J2, J1. Учится готовить Галныш. Галныш, диком, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, скорее всего, Уарствай. Нет, я бы не сказал бы, что, скорее всего, Уарствай. Майствай, да, вот, они Хальдиярвай, они, да, я и говорю Хальдиярвай, поэтому ну, у нас нету отдельных сверх там каких-то тэпов, что у нас, что в Ингушетии в основном я по группе Башам, а сам Халуш Элдари. Пагелбери, я тебе говорю, я не сдавал. Не сдавал я ДНК. Ближе к Уарству это Эккой. Вам Экка Бючус. Ну и другие тайпы тоже. Башлам Гуцерию, свой национальный музей Чура во время Первой войны Хумшюк Шуар Болшхазев. Бедоновский, я не слышал такое. Честно, не слышал. Не могу понять, зачем мы себе всегда делим на тейпы. Нет, тейпы мы не делим. Ну, просто вот такая вот градация. Тейпы никто не делит нас. По-разному, Амир 95. У каждого вар по-разному. Допустим, если я не ошибаюсь, у джаберлоевцев 41 было. Сейчас могу ошибиться. Вот поэтому. Хамзат Гилаев был Мелхой. Вроде бы нет. Я где-то читал, что Мелхой ближе всех к Орству. Не знаю, насколько это достоверно. Недостоверно. По крайней мере, я не слышал такого. Кальдия Хархой, к Майствай. Вот к ним ближе, к Итумкалинским ближе. Но, возможно, вот к ним, к остальным я не слышал, честно сказать. Гухо. Я с его родственниками по соседству жил. Я начинаю что-то говорить, я просто забываю. Если я что-то начал и забыл, вы лучше просто напомните. Каждый район Новый Барак, Ер и Худу, Китрица. Ну, это вот сейчас то же самое. То же самое. Сейчас каждый районный центр имеет право, чтобы был у них флаг. Районный центр. Потом каждое село, вроде бы, муниципалитет имеет право, если я не ошибаюсь. Но это ничего не дает. Это те вещи, на которые не стоит акцентировать внимание. Да, Дедватта. Есть намного важнее наши, вопросы, которые важнее всего. Целостность, единство, время собирать камни. Не в прямом смысле, но возрождаться имеется в виду. Возрождать свой народ. Что конкретно, непонятно, я не знаю.
Я десятки, где-то под 50 постов написал про Аух. И везде аухуаи проживают на историческом месте с первого века. С первого века больше, даже еще раньше. Но все равно, Башлам, у нас бывают люди, которые дают нацию по фамилии. Про таких, что скажешь, тупизм. Не понял я, это что за нацию по фамилии. Про таких, что скажешь, это тупость. Это самая верхняя мера тупости. Башлам. YouTube чувак про Гургал Хажа, он был настоящим воином без головы. Уважаемые мои братья, я в сказки давно уже не верю, поэтому ничего такого без головы. Башлам, Ихруа Тейп, знаешь, я слышал Ихруа Тейп, конечно, слышал. Нохче Тейп, да. Послушайте, когда мы говорим о флагах, о селениях, о тейпах, нужно понимать, готов ли наш народ к таким переменам. И не будет ли возникать на основе этого сепаратизм. Я только за это говорю всегда. Только за это. Вы иногда от одной крайности к другой крайности. Вам не важно, что в вашем районе там нету возрожденных сел исторических, которым 200, 300, 500 лет. Вам не важно, что нету воды, магазина, там, не знаю, электроэнергии, да развитого туризма. Это все не важно. Вам важно только то, что там вот должен быть флаг или петроглиф. Но это неправильно. Понимаете? Это неправильно. Есть всегда важные цели, чтобы люди жили счастливо, чтобы у них были все условия, чтобы возрождали свой язык, возрождали свои традиции. Вот что самое важное. Оставляя самые важные вопросы, делая их второстепенными и занимаясь другими какими-то, я не знаю, вопросами, я не знаю, насколько это можно такие вещи делать. Самая большая проблема в том, что каждый человек может себе сказать только за самого себя. Только за самого себя. Никто не может говорить, что такое не сделает кто-либо другой. Вот. В чем флаг Тейпа и герба всему этому мешает, Башлам? Кому этому? А мешает он тем, нет, введено знаю, но Джани введено не знаю. Джузи, ты спрашиваешь, чем он мешает? И я разве сказал, что он мешает чем-то? Я сказал, мешает он? Я сказал, есть первостепенные какие-то вопросы, которые нужно решать. Вот что я сказал, первое. Второе. Ты можешь создать, и у тебя будет все нормально. Сосед твой захочет что-то иное, круче. И финансовые возможности у него другое, что-либо другое. Построить там еще круче. Ты построил 2 этажа башни, он построит 50 этажей башни. На нем будет золотой флаг и так далее и тому подобное. Возникает друг к другу ненависть, презрение возникает. Вот о чем я говорю. Равноправие под собой подразумевает именно то, что если мы сперва станем единым народом, возродим всю свои территориальные, решим свои вопросы, потом уже можно говорить. Смотрите, у нас есть села, которые нужно вернуть в свои исторические названия. Есть. У нас есть улицы, которые нужно, чтобы получили историческое наше название. Есть. У нас есть, которые башни восстановить, села восстановить, имеется в виду исторические, археологические раскопки. Да. У нас нужно музеи возрождать. Да. У нас нужно все, что украли, фольклор, все
попытаться вернуть обратно, да. Все это оставив заниматься именно только этим, ну, извините меня, каким образом докажут, какой флаг был? Хорошо, вы вот от крайности в крайности начинается. Вот флаги. Все начинают говорить, флаги, флаги, флаги. Хорошо. Ну вот есть у тебя флаг. Как это повлияет? Как ты исторически докажешь, что оно является достоверным? Поэтому не стоит именно на это акцентировать свое внимание. У нас других проблем достаточно. И вот просто мне кажется, что мы ищем что-то, вот что-то такое, чтобы нам запретили, и чтобы идти конкретно на спор, чтобы поспорить. Но извини, Баслам, тейп ни один не в силе решить республиканские проблемы. Это уже в общем, нет, не республиканские. Даже чисто тейповые. Даже чисто тейповые вопросы решить. Готовы ли? Можем ли мы? И все. Ладно. Ну, алейкум ассалам. Блин, опять как-то делают, что я противник. Я не противник. Создавайте, делайте. Шайбейрах, штату. Делайте, пожалуйста. Я не против. Но когда завтра кто-то начнет на ненужном, спроси, когда официально знамя скрепено четко. Я не знаю, у кого спрашивать. Должны понимать все прекрасно, кто чем решить более проблемы внутренние, царалхецу, но так. Мы сделали Эшбат, а теперь пусть делает свое все. Не понял про Эшбат, что ты говоришь, я не знаю. Я не из-за тейпа переживаю, не за Эшбату. У Эшбату своя гора, свое село, своя башня есть. Я абсолютно за это не переживаю. Что мне переживать? Джузи, я не знал, что ты так сильно переживаешь за тейп и что это вот так настолько важно. Чечендена, Йози Хатцюнг, Йоза Хапра, предпоследние результаты Алацюнг. Я Чечендена не смотрел. Тем более не наблюдая за ними. Потому что Башлам, мы ждем флаги, герб, тайпа, Эшбатовича. Эх, как же мы недальновидны. Как же глупо и быстро забываем недавние события и не развиваемся в нужном русле. Я уже устал об этом говорить, Заугу. Есть причины, которые бы, конечно, более назвали. Повесить начальные тейпы. Название тейпов, например, Мялха и Терва. По местности, по природным каким-то, я не знаю, по профессии. Вот так и есть. Нет. Агиштаяц. Эш бетю. Эш тхаюштяц. В Веденском районе. Я был во Франции, Германии. Один из первых, кто мне помог. Обе были Мелхи. Мелхи, Войновчий тейп моду. Как, конечно. Это часть нашего народа. Сибат. Нету ничего плохого. Вообще, кто говорил, что это плохое? Речи об этом не было. Я, по крайней мере, не слышал об этом ничего. Нет, у меня нету машины. Пешком хожу.
Ну, или если подвезут кто-то из близких, родных, знакомых. Когда-то была машина, да. Да, квартира моя. Один живу. Я ни на чем не зациклен. Какие вопросы, такие ответы. Я не зацикливаюсь ни на чем. Я прекрасно знаю, что к чему ведет. Я вам только могу сказать то, что знаю. А там, как говорится, флаг в руки. Башлам, почему норнийцы в комментариях пытаются навязать всем чеченцам, мол, у норнийцев идея фикс. Ну, сейчас я готовлю, пока я понемножку собираю видеоряд. Есть один ролик, который мне очень сильно не понравился. Это последний раз я сделаю ролик про этого конченого дегенерата. Или попрошу кого-то, поскольку у меня монтажки нету. Вот. Решу вопрос с ним, потому что он уже перешел границы. Дальше уже будет видно. Вот. Что касается кучкозавриков, кучкозаврики сами, алейкум салам, занимаются. Я алга в классическом понимании этого слова, и я нохчу в классическом понимании этого слова. Алга, житель башни, нохчу место, где живут потомки с Башлам. Ответка будет этому Абадею. Сегодня делал обращение, многое напоминал, что он говорил. Башлам, вера Бог, гдваш мечер дела. Солнце дела и дол, что в духаню. Вера димтова. Башлам, что за генератор? Не понял насчет какого генератора. Я не спрашивал у них национальность. Варгар, некой. Юж тюркский два штат, почему не... Юж тюркский два шту. Эула тоже даже под сомнение войду. Но это лингвистов надо спрашивать. Конечно, задают этот вопрос, но это глупость. Все люди, которые говорят, что это их национальная башня, я у этих людей спрашивал, когда вы говорите о том, что это вот ваша национальная башня, я говорю, что это не так. Вы были в Чечне, вы были в горах Чечни. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Вы были от Шароя до Галанчожа, Витумкали и так далее. Нет, не были. Вы видели наши башни? Нет, не видели. Вот люди, которые заходят и говорят, что это их только национальное, я им говорю, ну, сперва посмотрите, есть ли у нас или нет у нас, побывайте в наших горах, и потом уже говорите, сравните для начала. Понимаете? Вот почему надо сперва смотреть. Ну, никогда не был в Чечне, услышали, вот они у нас крадут название Ари Важи. Это какой-то дастич фантастик, честно сказать. Вот. Ни больше, ни меньше. Башлам, юртюрский дваш, муху, пагалбери, шадухдаш, шенла тюркский халит, шенла аха, персидский халит, шенла любовник халит. У каждого человека свое мнение. Спроси у любого тюркомана, он тебе скажет, что юрт это их слово. Вот. Доказывать кому-либо что-либо я не собираюсь, честно сказать. Ну, нохчу дуашдотим расуны. Хотя некоторые утверждают, что до. Башлам, почему в переписи населения 19 века Сагавшинский Орство указал свою национальность как Карабулаки? Я не уверен. У меня нету доказательства. Во-первых, Сагавшинский Орство, это однозначно. И нету ни одного доказательства того, что он является, по крайней мере,
Türkski doştu. Başlam Türkski doştu. Yurt barız. Тюркам это. Я, по крайней мере, разговаривал с потомками, родственниками. И они, не знаю, кто там говорит, нет, я спитан до целясуна, а если я дира, да, у меня нету такого понимания. Но потомки Сагапшинского говорят, что они уарствуай. И вся вот эта методика некоторых ученых, в кавычках, которые утверждают, что якобы являются уарствой. Только голова, это... Если поставить голова и ногчи, если ногчи скажет, что уарствой ногчи был, он будет прав. Если голова скажет, что он уарствой, он тоже будет прав. Если сами уарства скажут, мы отдельно уарства, еще не смогу. Но возникает ряд вопросов. Например, если это так, и это достоверно, у меня возникает два вопроса. Кавказская война. 99% все уарства были на стороне своих братьев, Нохчи, и вместе были. Первый вопрос. Все, не исключение. Кроме там одного-два фамилий, которых они сами осудили. И до конца бились со своими братьями. Второе. Во время депортации или мухаджирства, когда уехали уарствуай на Ближний Восток вместе, было 3500 чеченцев, 1500 уарствуай, вместе с чеченцами, то уарствуевский. Вот. 3500 чеченцев, Нохчи. Остальные 5000 семей, из 5000 семей уарствуай. Варюк, Ира, Гарюк, Ира. Было 1500 человек. И всего-навсего, по официальным всем документам, 100 семей ингушских. В основе своей все ингушские семьи вернулись. И плюс ко всему этому, мне интересен один вопрос. Если это так, почему Сереждин упрекает уарствуай за то, что они воевали? Он сказал, а чем гордиться, что вас уничтожали или что вас выгнали с ваших земель и вам пришлось покинуть? Поэтому, если они одинаковы, зачем упрекать было уарствуай? Уарствуай, мы никогда-то их не считали отдельно. Хиета Цаятл мы считаем, как было и есть единым народом, с нами, неделимым народом. Ну, сега обучай гой, умадать, но единственный, с кем мы не оспариваем по 1934 году и все остальное, это с уарствуай. Потому что и там уарствуай хилит хухушту. Они всегда были, есть и остаются частью нашего народа. И даже при спорных вопросах, всегда их старейшины говорили: «Тхоюкаду, тхоцаду, вайвайнехту». Вот, за это им уважение, и никогда ни один человек не упрекал и не упрекнет их. Тхон уарствуай тайбу алхиет, мы знаем это, любим, уважаем. И у меня вопрос, что уарствуай буй балахца, шехаттар дыркса. Анзор, ты можешь 99 раз написать, я тебе ответил уже. Верс ошхазион, нохчи дуашхазион, нохчи вы вообще, Анзор. Гергер, вер, гер, нехай ошхазион, димту ошхазион. Вер это синоним слова тухум. Если ты не знаешь этого слова, я прошу тебя взять книгу, почитать, поищи, и там узнаешь. Эльберт Галаев. А мичасу, она Эльберт Галаев. Мичеро, царь Мичеро.
Захаттар Дарсович, просто я хотел услышать. Когда пустили слухи, что не дадут исповедовать ислам, то арства решили переселиться в Турцию, один старик рассказывал. Ну, не только Верес это опекун. Вот. Молодец. Только Верес опекун. А Вар это Тухум. Вар. Не Верес. Он вышел бы. Арства санан хвабун. Зубайр. Я уже устал ему уже сказать. Дальше. Анзор, тебе говорят, Вар, союз тайпов, Верос, он говорит. Это не про Верос. Анзор, это самое, лат терду. Вар, родить, родиться. Сашичра, варство, вот сэрэ, цэнлэнг, шэш, варство, ду, уш. Цахэс, нохчи, оштайпан. Ладно. Это хатра чорсо. Ладно, неважно. Хотел задать вопрос. И наш брат Адык Заур Аллах да сааду ал будиснак изашкасу Заур. Да, Аллах миллион раз преувеличит все, что у тебя осталось. И огромное спасибо, что ты донатишь, брат. Наводил, да, наводил, конечно. Что плата воскресший, восторжи, не знаю, плата, не слежу ни за плата, ни Антошкой, ни Петрушкой. Мне дела нету до них. Discovery One. О, премиллионом саса, премиллион охчо ошкриета. Нихт в облахах, да, Нохчи Аму, он всегда Заур, наш брат Адык, всегда донатит, всегда задает вопросы, помогает. Очень активный брат Адык. $15 миллион зилвишу. Бельто нахчу. Башлам, почитай наверху. Что прочитать? Лев. Что там? Подожди, мне очень трудно, когда быстро идут сообщения. Я думаю так, что похоже, уарство с ингушским они не готовы еще называть себя ночи, так как они живут вместе с ингуша. Я никого не прошу ничего называть. Я хотел просто спросить у них. Просто спросить два вопроса, которые мне интересны. Ну, даже не два, один вопрос. Просто один вопрос. Мне интересно было. Я хотел просто для себя узнать. Мадикду азда уир. Амад ханквачок. Пхемили он вайлат ништир тарлур дацнада. Амин. Мадицаца виш. Ваш фудентик. Смешно, когда одна фамилия разделяется. А то на 13.
Народ сей мал, но духом великан. И есть такое дело, Мержо, заходи ба. Мержо, Мержо, не надо заходить. Башлам балу, это и полец. Да, 50 миллион хик буй. Иншалла. Балу это хуердо тиша, слушай, хуала рисатвиса. Ну, альхамдулилlah, урство с Ингушетии просыпается. Да я не думаю, что они засыпали когда-либо. Они все время так живут. Все время. Честно сказать. Но, вы знаете, мы же система, тэповая система, вот эта, которая есть, и с политической системой, если не мешать, все нормально. Народ-то фактически один. Валлахи, вайн ишам, бас насильно, валлахи, бас чанты. Ша нохчи вегуй, иншалла, нохчи хира ухигу. Да, кабардинцев нету. Все правильно называть, они все адыге. Потом им дали название черкесы. Потом уже раздробили на кабардинцы. Это вот дробление, которое не нужно адыгам. Все это один народ, адыге народ. А так историю сильно знают русики. Да, знает, наверное, да. 50 миллионов включим в Мелхистане, оставим Иерусалим, нам бы свою родину возродить. Башлам, я пострел в Википедии, сел, где компактно живут чеченцы. Ассалам алейкум, леримит хавош башлам. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Тиро Адам савош. Тироевский спецназ подтянулся, Дяхан. Кто не знает диалекта, хорошо, Терлоевский спецназ. Но правильно, Тироевский, Тирой. На нашем плоскостном диалекте Терлой. Ой, Иерусалим. То есть черкесы, кабардинцы один народ, а карачаевцы, балкарцы другой. Карачаевцы, балкарцы я не могу сказать, но за кабардинцев я могу сказать. Было хорошо, если бы всех вернуть по единую ночи. Конец всем спорам. Подожди, давайте так. Ночевик, ночью, голову, гайбертлову. Каждого оставим себе. Я противник объединений. Но я считаю, что это неправильно. Пускай каждый останется при себе. 30 лет живут отдельно, живите. Маш-аль. Были ли случаи, когда мы пытались жить вместе? Были. В советское время мы пытались жить вместе. Мы пытались жить в Горской республике вместе. Мы пытались, много чего пытались, но не получилось, не срослось. В Терской области жить вместе пытались, тоже не получилось. Зачем вы насильно кого-то притягиваете? Зачем? Не надо. Гергалодек, диквек, ой, вошел, ой, гергалоду. Никто не говорит. Плохие вещи не говорите. А так пускай каждый живет сам по себе. И все. Но Бахду. Никто, ни один человек не должен говорить, что орство это там якобы наши ингуши, и это вся территория, которая принадлежит орство, это ингушская. Это чушь собачья. Орство по возрасту не младше. Аллах, не надо. Не в обиду, конечно, но не надо. Потому что орство был. Они часть нашего народа и единая целость с нашим народом. И мы считаем неправильно, чтобы наши эхки, наши орства, наши мелхи, наши тирой, кто-то пытался
рассказывать какие-то вот небылицы и дробить наш народ. Мы знаем, к чему это все, и знаем, почему это делают. Ну, Мелха это вообще отдельная история, еще никогда в жизни Далук Батя, Рабелла Бат всегда были частью нашего народа. Но они проживают и там, и здесь, и всегда компактно держатся. Сумсайдещу, Адик Бойз. Поэтому. Дальше. Кому что нравится, это дальняшки вышли на связь. Няшки, шняшки. Хасан Хата. والله كنت يحصل شحاب يحكي прямой эфире хатня улям дорца. Пошла в 90-х годах, чтобы всегда это вся была. Ну да. Об этом же как раз и говорил, кто там это разговаривал. То ли Сереждин, то ли Идрис рассказывал, что в 90-х годах Дудаев якобы хотел отторгнуть Малгобекский район, пытался там поставить начальников РОВД чеченских. Якобы они с Назрани шли и отбивались от этого. Он много чего рассказывал. То ли Серязди, то ли Идрис кто-то рассказывал, что это несправедливо, что это неправда, что Дудаев отдал, не отдал. Нет, вопрос не в этом, что Дудаев отдал. Мы не об этом говорили. Понимаете? Мы говорили совсем о другом. Вот. Мы говорили о том, что Дудаев наложил вето парламента Чеченской Республики Ичкерии, когда те сказали, что они должны быть в составе и являются частью чеченской территории. Об этом речь идет. Зачем он это сделал? Почему он это сделал? Вопросов много. Вот. Это раз. Как любят многие говорить. Второе. Ну вот как мы рассуждаем вслух. Второе, по поводу того, что были ли претензии у чеченской стороны. Сейчас отвечу. Были ли претензии против, точнее, были ли претензии у чеченского народа? Да. Это говорит документ, который я опубликовал за 1999 год, где селение Троицкое, спорные территории, там конкретно в этом документе говорится о переименовании и назначении, дать им чеченские имена этим селам. То есть претензии были еще в 99 году были. Уже после смерти Дудаева у чеченцев были претензии. И они не отказывались от этих территорий. Поэтому другое дело, что они не довели это до конца, это другое дело. Довели бы, это бы не дошло бы сегодня до нас. Но не довели. Удивился. Так, дальше. Что у нас есть вопрос? Вопрос. Вот, братья, шейх Мансур Ушурма был против кровной мести. Я по тем материалам, с которыми я ознакомливался, шейх Мансур был противником этого. Шейх Мансур распространял ислам, он был противником кровной мести, он был противником убийства, воровства, раскуривания этих трубок, спиртного, также против кровной мести. Все, что было противно исламу, шейх Мансур был противником этого. Алейкум салам. Вот. Душлан, какой тип основа село Оршты. Да, вот это я... Лучше спросите это у Азамата или же у Амина. Основали Уарствой. А какие тейпы из Уарства его основали, я не знаю. Врать не буду. Даже если бы знал, может, и не сказал бы. Я сейчас перезагружу, и последнюю часть эфира мы добьем с вами еще один часок.
пока есть возможности, я перезагружу, у нас время заканчивается, и если кому интересно, и заходите, продолжим. Кровно меньше дозволено. Отвечу. И брат Арби задонатил. Арби дал саду, булдысна кесаршка соудорил өзіндер. Проиграл кто? Париж Сан-Жермен, Реймс и Марсель. Ну, мы не знаем, в истории нету такого человека в мире, не говорите. Такое говорить нельзя. Это недостоверно, мы не знаем. Мабах, бойскар онахыла, бойскар нохчихыла, исануэг ок, Кавказя, хигват, но во всем мире больше, им шмадить. Башла, мне рассказали, что Мялхи, проживающие в Ашты, передали это село в Ингушетию, чтобы не бомбили и не вводили туда войска. Не слышал ничего подобного. Ассаламу алейкум, башлам. Ва алейкум ассалам. Алра хуэрду. Док тейпту, цен тейпту, докче тейпту, нашхар ва бехнабу, нохч махквай, варюка бошбу, непосредственно нохч ишкерийский уштул хлей, вар халх. Ну и уже нохч махквай алацу. И вот. Что еще вам рассказать? Близкие родственные, конечно же, нохч махкоевские, варюка до уштул тейп, наш близкий родственный до. Вот такая ситуация. Алро и док тейп духа здесь. География их расселения очень большое. Начиная от яркие стябующ, вала, псидахя, оухя, духшмет к чему. Башлам, ты читал книгу «Гордая твердынь»? Нет, не читал, у меня нет этой книги. Булгуч и Белхарой, два брата же были. Булгуч и Белхарой. Наверное, это надо у этнографа спросить. Вот так вот. Да, что вы хотели? Что вы хотели, допустим?
Мне интересно другое. Знаете что? Сейчас я отвечу, Заур. Мне интересно другое. Когда вам называют тюркские названия, вы говорите, это тюркское, откажемся от нас. Называют наши родные, хурийские, уральские или чеченские слова, вы говорите, ищ нововведению. Определите, что вы хотите. Но вы не гениально, вы ничего не можете. Не придумать свое не можете, как это делают и те же евреи, и все остальные. Чужое использовать не можете. А чего вы хотите, я не могу понять. Определитесь уже. Учитесь, размножайтесь, хоть что-то полезное сделайте. Башлам, алфавит адыгов на кириллице. Буква на адыгском звучит примерно краткая, как в русском. Русская краткая. Заур, я не могу понять, сейчас я что-то неправильно сказал, ты имеешь в виду? Адыге неправильно я говорю или адыга? Ой, бедная. Тот, кто хочет узнать и познать что-то позитивное, важное, нужное, вам проще задать вопросы, спросите, что знаете, или расскажите все, что вы знаете. Ничего стесняться или издал вешхалмадасила. Здесь место для дискуссии, для общения. Здесь нету политики, здесь нету ничего такого. Без мата, без всего остального. Вот и все. Ассаламу алейкум, башлам. Ширди тайп налати. Ва алейкум ассалам. Ширди тайп алат. Асъязнен статья юршиу, эдам, ваха имеется в виду про тайп. Док тайпаду. Ну, блин, стандарты. В основном стандарты. Ширди, шонуай, бейнуай. Это одни из тайпов, которые очень сильно принимали активное участие в войне, в Кавказскую войну. Особенно во время Ичкерийского сражения, которое, само собой, Нохчи победили. Вот. Что они пострадали в Кавказскую войну, как и все остальные. Нохчи, там нету за ними ничего, как говорится, таких грехов, за что бы стоило бы или унижать, или принижать. Вот. Отличились ли они с собой? Да, отличились, очень отличились, особенно в Кавказскую войну. Я говорю вам, как есть. Вот. Гендер гной хляться эло, гендер гной доктайпду, нохчи. Уже, если я не ошибаюсь, под 100 тысяч хадбиш выше. В Арштах была башня Албака Ферговича Фаргиева, ныне разрушенная до основания. Вот, поэтому... В Веденском районе. Эхшпат Уайлам Мерк находится в Веденском районе. Нохчи был Широйский. Конечно, принимали активно. Ну, вот вся наша родина пропитана войной. Шарва не была отдельным штатом, отдельным государством. Они воевали, вне всякого исключения. Мулхуай, Чанты, Чинхуай, все итумкалинские, шатойские, галанчорские тайпы воевали. Одно дело, что они были там, не сильно любили правление Шамиля и его вот восприятие. Это одно дело. Но воевали все. Еще до прихода Шамиля воевали. Шамиля еще не было, они воевали против царской России. Царская Россия наступала ведь не только с плоскостных территорий там, во времена Ермолова. Заходили точно так же через Горную Грузию. Есть экспедиции, вы можете посмотреть. Сжигались, разоряли села. Вы думаете, как ушел Джокуло и Дуй?
Точно так же ушли, уже устали воевать просто-напросто. Они ярые противники царской России были. Ну, вот так вот. Ушли в Грузию, так основали селение Дуйси. И Джокола Майсту тоже уехал со своими всеми родственниками. Основали вот в Ахметовском районе. Получили эти земли, точнее, выкупили эти земли. Сперва разрешили поселиться, выкупили. Они защищали, так сказать, юго-восточную Грузию, именно там, сторону, где нападали со стороны Дагестана. Вот через эту местность уже перестали нападать. Об этом говорят и источники, говорят. По крайней мере, через них никто не шел заниматься хищничеством или нападением. Машлам, где это можно посмотреть, почитать? Может, книгу подскажешь? Какую книгу? Ты о чем сейчас конкретно, о чем ты говоришь? Можно узнать. Асламбека. Да, кучкозаврики и эти, как их, ножницы, они очень сильно палятся. На вопросах палятся, на аватарках палятся, на названиях своих этих ников палятся. Жестко, настолько жестко палятся, что аж даже самому смешно. Салам алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Удашо. Болбаш, помогите, спасите, утопаю, Бош. Балай. Да, ваша мусаваша. Вошла. Ой, стахом дица чорса, точнее, алга чорса. Просто совалец. Юг ахцавих сейчас да, Аличан. Я буду говорить тебе неприятные вещи. Касаемо тебя, наверное, будет еще в общем дуе. Просто дослушай, перебивать себя. Я стал личность периоды, те все оскорбляют, просто сын заумал, ой, хоча, основном стабильно, цена ухлышвал, подписчик шмабуева, хоча почти постоянно без буквы, на данный момент, а 60 усун гушну, наверное, вот ты по-другому видишь. Но неважно. Тахан примерно обешбал Буалбас относиться как должно. Я сейчас обращаюсь не к башламу, а к вам, подписчики, которые сейчас сидят здесь. Я сагод, я что, он даст. Относимся, как будто кому-то кто-то что-то должен. Хайшан, он один, дана чини, сана чини, бошсак, амил сейчас, она буай нюга. Шугар цан даст, дана цаяха. Я даст цан дег ашун, и хун цалот цаяла. В любом случае, тунахат вайн команд ихул шулци, из-за разоблачить, цундюал, цароли кехни аш, гамял дешл нах, аш дагудина. Шунаган эйтер шербие дац кайсхум дештачу, и хум дагячул сагуй, цун кугшти сарби аш шубалш кай пайд бат, шу вредитель, шу критишу, шу где цабо, но дешчуна дац тходит бог шу критишу, вы сами ни хера не делаете, и дешчун цадает аш. И ролик разоблачите, книг, исторические книги аш на дачу шая жизни, цуна гудуя цашун цу книгах, карты махубу цашу. И материал войшатух, дауах, хава, саги хейк дештух, азашун. Шугар цахум дуях цада мават. Шел мастёлчу, сайла, ас дейлшеда, сагин. Лой, шун мет, как тамилош, хуй ачин қосиема худала мячу. Шен дагар адмо сага луштал, на ашу сян хэж нех кисан. Шен тиоцак, мои тиш доцдиш, той цасо, короче, помягче алгуях, чуса сай малу. Ну, короче, да, сами ни хера не делайте. И дагер чунгат цадой аж. Не лезьте не в свое дело. Или аж динак гайтиш, хотя бы 1% башланс бинбол балк аж бини, вообще нету к вам никаких вопросов. А ихун оли, а виштун оли, хагу бал буду, не нравится, не смотри. Хомилу, чтоб кому-то давать оценки. Шугунаду дадуй, короче, да. Мост, и шутает на войну, короче, враги не нужны.
Не нравится. Нет, мне тоже есть вещи, которые башлами что-то нравится, не нравится. Так же, как у него, наверное, ко мне. Но это мои проблемы. Это не башламы проблемы. Мне нравится, не нравится. А если не нравится, не смотри. Все, закончено. И дарит, я побил то, что, короче, заехал, что идиллию вашу нарушил. رمضان عوام مقياس Дэр мек совел. رمضان он дырыс хил вежри с самого начала ой очень дайл хунду ой цанна дейна сейгдал штег дайл астейраду сейгдал штошки пара сейниц мел хош да хажр но насиот ахаба ой цаишт мы как-то мы, когда что-то пытаемся делать, мне очень трудно. Духна связи было. Рамзан лучше духа без связи было, особенно после последнего, так сказать, моего срыва. Я чувствовал худу муду, хары вожи. Мне с врагами разобраться абсолютно нетрудно. Разоблачить их нетрудно. Лахалош, буал материал из халдачун, халдек удухаешон. Когда есть люди, которые собираются вместе, сидят там, зачитывают из 20, из 50 человек, которые получают там, оплачиваются кем-то, другие, не осуждают это. То, что про меня там нордийцы создают, там взяли, что эти окавы забор, я у меня массажерка есть это, сможет шлил шук омсарсан, что я и ей там, я все делаю так, чтобы шуцажим делали, отлично. То, что нордийцы про меня говорят, про вас говорят, если бы я обращал внимание, я бы ни один бы час бы не провел бы здесь, чтобы вы понимали. Валлахи, что Рамзана сунает раз первых дней по этой тематике даючи дала, да, заходишь. Очень, я вначале не публиковал худида, яхара, каждый раз твой цецаях опубликовать яхара. Я просто, как остальные люди, по всем правилам пытался зайти и вести свою работу. Я никому, просто мне трудно, когда остальные все идут, пытаются своих людей поддержать, имеется в виду, пытаются, он айташ союза, он худин ходир олса. А есть люди, которые тебе дела хар иштхильч, важвуштхильч, да и ишду вежри. Но если я буду слушать каждого, кто параллельно будет идти и говорить, мы ничего не добьемся. Сложности бывают. Я же не все говорю, это в эфире не говорю. Кто, который слышит, они знают, о чем речь идет. Так я тоже не просто так этот разговор Да, я поэтому ас Рамзаник, это его личное мнение. Это мое личное мнение. И ты не можешь, Башлам, из-за этих людей, эта площадка, страницу, понятное дело. Но я уже, короче, массана, ой, оман, уйшлыр, хейтя, ой, хочу нах оскорблять, да гулуштац, ой, омум, дышло. А تقول تو سان و صحابي تعو يز وجدي قميش ديشا جنين دك خلق يتر صونا يتر он метрич. Но ты у тебя, короче, нету такого, не знаю, права, чтобы ты вот так, ты должен кинабуй, который вот за тобой, да, тебя уважают, смотрят, о них подумай, они про таких людей. Вообще тергал мобиль, это на царящих, амилшли, уша, война, або мостриш халобу. Мост хал хуже хиетксон, вой хум датса догич, войнук ирвайюк изоши, иум ниш бич болнах. خذ عندنا تعقم أسكر بيتي تعيفير لا تخشوا وي قامة تعال شو ده وي تعي أبسوز دايت موي واز أبسو داروية ووي سوا شيء قامة هم ديشخن نو كذا أن سيديت وي قامة دي وي جات دغير سو هم إفيرين شو ده يا وي قامة هم شاين بريسويدين شو ده إز ما بديت بار إخرج دقيقة أو إديت سردو إيش разоблачать бирбу. И нам в этом помогает Башлам. Он это все делает. И Сарахкус, и перевалах. Цудина, Мелбуалбу, Мацашун. Ой, гулк шилил, да, и хайките. В Сарах, диван, аурду, или эфире, адовы, китишу. Потом, има дай, вожма дай. И кому нужны ваши советы? Примерно, Эзма Али, вожма Али. Там примерно, гуштуквай, кичер, да,
Ти чуешь, да, он один, типа, я вот шукома, болбе, шуса, да, это еще вариация, хакуем, блогер, да, типа, требуют, хотя, тихо беш. Шук хочу ахч хадеха, я шук дана, чье богш, ха избеха. Ше О, дага, да. ше лучше локи сарен, дой. Вы стремление, вы единственное, что я от вас больше всего хочу, мне то, что от вас нужна поддержка, это только одна. Поддержка от вас нужна в плане, вы мела алсам подписчик, вы шхабалин, вы дук мелхулу, тогда быстрее информация расходится. Аллахи, Рамзан, бокдош мабахон с севера, с Европы, Масанар, молодой, бахкой, киги, связи бошпу, хокка хардон. Вот здесь такая информация. Здесь и я уже понимаю, что уже многие люди просто-напросто аккумулируются здесь. Все хотят, чтобы были здесь, высказаться, да, свои идеи у них есть. Это все есть. И если эта площадка позволяет нам объединяться, мы на самом деле должны не столько, вы поймите, это не мнение одного человека. Это не мнение одного человека. Ой, Здесь мне, уже... знаешь, сколько писали, Башлам, почему в эфире я звучит, мне писали, и ой, единомышленник, что война ваш все, да, говорили, да, рез, понялча, и бадак дал, здесь он реза бацер, он соцан, да, понялча, а то на дуйца, да, а всерьез воспринять, да, мне это не нравится, а сенсой, да, добавь, и нах тергал бы биш бац, и нах, а он ойля, есть игр халк, да, а дуглеш был, война ваш. Тanya кырваться, элире, луйва, интер болса. Hiç olmuş, madater işte, madater. В любом случае, да, Мулаха, вы Болха, Жигар Бахтин, вы у нас не забывайте, что я даже на 10-ю часть еще воинил заказ Хакач, Жим, вы публиковать и решим. Просто есть некоторые моменты, нюансы, которые мы придерживаем потихоньку. Ну, допустим, мне прислали 2 видео, и что оскорбительное видео шиш, и я 10000% уверен, что этому человеку это на ускали, и он сел опять же в прямом эфире, все об этом болтает, сейчас Грузия, Хальчеши, любой умдвичтер думает, чашивом. А с 1000000% лохун, что ему все вот эти вопросы составили и отдали. Ой, конечно, отдали, цунгуа мертвый. Это просто-напросто, это оскорбление, которое просто там уши до такой степени торчат. Сунца, звук хрюя цасу, то есть эти моменты решать, делать их очень сложно. Днем я пытаюсь решить какие-то вопросы, а сегодня Ахова, на Нокшочоша, я пытаюсь как-то свои решить. Вечером пытаясь чуть саня, дагахо, чуть сайн яшаг, Оли Яшуа Сарафир. Здесь нету никого не принизить, не оскорбить. Любого человека, я сказал, можете зайти. Я же вижу вопрос, когда заходит черту Рамзан или остальные, мы говорим на серьезные темы, снизу люди здесь сидят, как будто бы реально школьники. Если мы о чем-то важном говорим, снизу идет речь, там начинают рассказывать и возьмем. То есть они на своей волне. Хоп, ты отключаешь комментарии, половина мне даст, 20% сливается. Вопрос возникает. Для чего вам нужна площадка? Вам реально интересна наша история? Вам реально интересно? Я вот зашел, на 5 минут я зашел к Амине, запрос Хаятин, и я вижу там вопрос, сатая птица. Я слушаю и думаю, хоть кто-нибудь, Аллахи Бакмадон, кто-нибудь скажет, расскажи о нашем народе, расскажи об этом промежутке нашей истории. Ни один человек, вот там зашел 160-170 человек было, ни один человек не сказал это. Шейшей тайп, шейшей муах, куаш, вот только это. И самое интересное, что 3 года тому назад я говорил, то, что мы говорили, и что сейчас, вот за этот период времени, вот местечковая своя история важна, местечковый свой вопрос по тейпу важен, местечковый свой тейповый национальный герой важен,
остальное размыто, утрировано, никому ничего не важно, и как будто это не касается нашей истории. Не, башня, аз в основном и такие вещи, двигнутся, молодые, хотя, ну, это тоже, пускай даже так, но приходить дать в личку, указывать человеку, что ему делать и как, вот это, или же, шажья поддержки своей, чтобы и бог цадавать, но не лезьте и не указывайте, кому что делать и как говорить. Рамза, сяла, да? За телефоне чул, зачем вас? Я с ними разговариваю, и они просто, неважно, Мичербу, он уже кяткрыл. И они говорят, ты же можешь, говорить, вы же можете просто, давай шо, Амир, вы же можете, говорит, просто-напросто жест доброй воли сделать, что вам, говорит, этот кусок земли, просто отдайте. То есть вся дискуссия, которая длилась там, не знаю, час, полтора, 2 часа, просто, говорит, отдайте и все. Это можно было, знаешь, я говорить. просто в шоке от чего. То есть, во-первых, они со мной не знакомы. Они не знают, чем я занимаюсь. Они не знают, к чему это ведет. Только ты начинаешь говорить, они на своей волне. Даже, То есть как они ты не пытаются, они не пытаются, Рамзан, они не пытаются отступить от своего. Понимаешь? Харц была, они думают, что капля точит камень и идут дальше. Асбах, ночи, самдол, вайца хилит, вайцани хилит. Надо нам вот делать все, чтобы мы максимально не утрированно вели разговор, а вели консолидированную свою дискуссию. Были вместе, единым. Ну, все же, просто все факты налицо. Дробление налицо, искажение налицо. Все это есть. Assalamu alaikum. Валейкум ассалам. Кудеш ты шумок шай. Масалари. Дал езил. Башлам дела дикдуа афирин. Дела и цаль люш болна бац вежри. Насчет доната вистерворсу тал. Шитеру йолчу лу, шитеру йолчу малу. И там моменту. Так шо моменту югайшин. Любой кам эдуас. Мелодиона боржа тио чумела шейдион хум представляет тешвек. Даже дион киум дит уштац артем платин ахшнштуш ашмонах шейум продвигает. Это еще усол амельш моди. Тапали лочулу, целу и все. Да. И там моменту. Шо момент сувала чурвежи. Тогда что ойлеш аш усвет был. Пока мы заняты, да, и доказыванием, да, и царно, халат хада уж, еще да, цена, поэтому еще халат дать мы объясняем. И укуа, шхада якунуш, пока мы объясняем да, им, что это не их земля, и никогда не было, и не будет, идет информационная война, подготовка. Например, сомнений вас, Волшик, создавая анкеты от имени чеченцев, от имени дагестанцев, от имени других народов кавказских, идет полное стравливание друг против друга нас. То есть разобщенность, это еще. Против нас стравливаются другие народы. Один момент. Второй момент. Рядом с этим, такие мы были с вами свидетелями. Ой, свидетель шхалла. О, видите, Бог, отмечайте, гувернамот, там, Путин, Медведев, уважают, да, короче, отмечайте, вы видите, да, чеченцев, они поднимаются, Бог, это российского флага нету, Бог, что и стравливание, это идет, то есть это люди... Это не просто стравливание, черту, это стукачить и стравливать одновременно. Стучать не знаю. Это конкретно, да, и дороже мнение, да, и дороже, да. Это конкретно целенаправленная, да, работа военчутам томбареч. И вы знаете, откуда эти люди предсказывают нам, у вас будет третья война, там, подождите, никто вам не поможет, Бог, что вам что? Это они знают оттуда, где им дают указания. Это еще. Ценно, да, сейчас беш Бог боюсь. Одни нам предсказывают войну, другие против нас стравливают других народов, создавая. Потом есть четвертая сторона. Создавая анкеты от имени ичкерийцев, стравливаются против якобы кадыровцев. Потом создавая якобы кадыровские анкеты против европейских чеченцев. То есть над нами конкретно работают, ребята. Нам нужно
проснуться ويا نجع سنة تغنى ويقومهم حلقة تدقي политизированность عدايتن ويخزنيخ سن كروچي يامي چقوسي دولشتشن دغالوش نبجري Certo. ويقام دوشن وينوخشي دوشن ويدونا كديروچ داتشن ويچكريچ داتشن ويوش داتشن ويش داتشن وينوخشي خلاغل نوخشي دولشدو نوخشي خير دولشدو دال مقلا политизированный قميلش دات اش عديت شيء دونا مثلا يوروبيا بولچار دونا تير بيرق يلن شين همش ديش سرازو اش بوشال دعو قميل دا سيخ ملوه صاحبش سيخ ملوه دون ايش كديس كي بيرق شيخ كان شين قميل شديش وين دقا ديز وي لوز واشتو بجري وي سمدل وي قومهم اقر وي حلق تدقي تغن وي غوق قدر لشن بجري وي سمدل ديش تشن سيريوز يا فواز يا نو Certo. عشان هيت بقول هيت أحسن حلقهم دون تناوستو هون قاعدين وين شي كورتني جي لي وتابوتيل كي تديق از كومنتاري شازين تو يو شي كومنتاري شكروشي صوت داخ سواز و تليفون هاوي شوات هنتون وش وال تعمرولي كويسان تو كروشي ايش تعتم تاع اللي رباح تو نشتون حق هو اللي حق شيك هايل تدال ديستون وجه ويلش كورتنيك شويت تو ناخذ ايش بوي ويش بوي كروش اوبشي قومن سيت اخوي شو مش ديتن تو يقتول اع عاديشتو امل تو ايش تبيتر انوخشي تبيتر تعونادك خيتا وجه ايش نوخشي تبيت ويش نوخشي بيت هوش ديكنش بو ويش غونش بو كروش ده وناس نيتو ايشي ويشي اش تقطعش دوشن دويت رمزان كنت عم ترسم دقي انجر اليش باشلام دايد راسش سين هيچتك وي تغن تاجيم пассивный ду тентядуй пассивный таган وي дон еще публикации قيرق وي вешнио масала эдуас тагана وي انت еще الخرط лагой чхилбиз وي табеш отмечать дагестанский дон Хабиб Нурмагомедов верк قيرق серьезный был өзгенти буй махачу ислам верк үш отмечать хаусул вежри это дон серьезная вещь ويدايش دون شيء دون سيلات عينين صن ناخدوي نسام ديلي كوكاز باندوش هتا ويدايش عين وشينا وين دعو الخيل بولجنير تاعي يتغن ويدون قستو شيء اتميشات ببيز قيتشو يقي جروب نشي داغستاني ايش دون اتميشاتش تشركسي يقي جروب نش اتميشاتش وي بول وي تنت بيش بول وين تاع هدا غير تشبو каким образом وين دعو القمش ده Certo, kuće dic išeriteš obnaš. Не, съм уча болчак, мъсак. Это технические вопросы. Это технические вопросы. В любом случае. هور نوخشي چون دادوشونيز دهالوش وجري هور سونادو شونادو عونادو يعنادو كنتنادو وقشنادو جيمشنادو هون دالچه هر وبروس وجي ويقوم وبروس دو شيخ منصور اقيج خيلج وجي قيتشو شيخ منصور اقيج خيلج قبل ويقوم خوش اقيج خيلج قيتشن مش اقيج خيلج وجري ويتيبنش دي تشادات ويقام ديش دو وجري قام ويقوم Certo. Сачем але чуя лор насчет этой башлами эфир иншалла. Суда арвуш дехтом буш. لا دوغ باش certo armo wala wa tando al yersul. It's дина та эфир. То эфира смасит запрос айтер со добавить совершить эфир чудат. Может цагинала мекцане. Ервой саид вортик эфир чу. Тана вастор это хокучу вала хештала so أبريك كورتا نو تو أبريكس ديش داتري قمل نو تو إفيرا ود تعالى شيك أنتور سعيد ور سعيد تو إفيرا تو نا وستو بزرتان ويشو قيتة بزرتان تن إستوري تي إذا دك حديث باختو كي خدي خوش ديت باختو بزرتان وي سيد قيتشوك قل مع وات باختو شمع باختو إقامة دينا قوات أبروست عصو دباوي تسويرسون عنيك سكرير أسكري سوى خشوع واتع إيواش جودات سويزي والدتش بروست إيسا أصيدون يدلو واتسون بزرتانا تقوم مستوان تقوم ذات توربال خوشيت إقويتشا وخشي أيلون بزرتانا إيجون هون ألشا بيتس نش تقدون قيتها قال ما وات بارا بزرتانا هم نش بار
أس باهم سبوزتانو قال وات ما وات حق وات باهم هنت أهون خش مدوي ليش جو ولي سويقر إخوتك ده تيا هو بشيء ده خوجي هو دوي بيتش أنا عاقين ودوا هنا عدين كيخش يصير он говорит правильно вещи я нормально был والله إيمان دول شتارت خبا خاين بشلا لدوا وايتا нормально إيمان دول والله بيرج سيلون قبل دينا تليفون شو مصدين سوازي دو دات تارا دات إز مكشوات با سكريتا مكشوات بشلا آخر تحمو ختي أبو هجي شيء ذا وصل تواشون كيرت ديكواتر قبوا серьез воспринимать модель. Тажималца влиятельный одно ХЛ чем все хлопрошек модатига. Отсюда, короче, да, цун трибун шлуш, басна цингусту паттеш, а шугом лил аудился на теахитом. По этому поводу я скажу, Аусал, это не первый раз, это уже Даудек Мансур Вочхайна, Адин Вочхайна, Цикбаланчар или Иззе. Это их идея. Я хочу, чтобы вы понимали. Если по такой тематике мы будем судить, я возьму любую книгу. Допустим, вот вообще о поисках национальной идентичности. Книга Хаяца. Я зачитаю текст там, где будет сказано, там они являются там. Я не буду говорить, что это гипотеза, теория. Этот сказал, что этот тейп является таким-то. Да, я ничего не говорю. И ничего не говорить, понимаете? Или могу сказать, это утверждающее. Или это же так было? Да. Шудук да, хорошо. Но в книге написано, смотри, они берут и Татоевич, Абадиев Татоевич, Бузуртанов Татоевич, Кьечак Татоевич, примерно Бахас. То, что Татоев взял у Лаудаева, Лаудаев был царский офицер, который мы сами презираем, или кого-то другого, примерно Бахас. Мы со своими, почему вопрос возникает как? Когда мы осуждаем своих, это мы сами разберемся между собой, своим народом. Когда мы говорим, мы племя чеченского народа. Долгат. Ахриев. Да. Когда мы такой говорим, представь, где Рамзан, чертова. 300 лет, грубо говоря, 300 лет тому назад Джавахашвили нашел ссылку о чеченцах, в которых говорится, что наш народ был то-то, то-то. С него взял Гинко, и он говорит, 200 человек, ученых, грамотных ученых людей, которые в честь них целые университеты названы, профессора, доктора исторических наук, доказали, что это Нахчи, и название появилось в начале 14 века. Валлахи, ты их разоблачил. За 300 лет никто не смог разоблачить. Столько ученых, советских, остальных, никто не смог разоблачить. А Русик просто зашел, сказал, это там географически гора. Я не хочу никого соглашаются с человеком, который, грубо говоря, сейчас Мабахара и Цумш Мокшвочу. قطع مومنت مجيء سوجري طبعا رمضان حون خزري обсуждение دون امين كسايا وتاع نويا ولن هيستوريك وتصير على اول دري ناوست اذا سو تشوح سو تليفون تاخذ يعني ازماتين تونا تعبان اي سادون تاعنا دمجوز تنخلات ايه درس لا تش بيكتبلش سو بو تشوا обсуждение دايوج ازمات элдо дешнеш дари nog чуть-чуть он баш бяхкан хилч благородный темлой будет энти будет воинч будет цетюль школа например Тимирлан Чингисхан штетюль школа ногч бокс амел дирк эту يهم حارس أغودقنا تأقاسك ما بينا تندعل ولو ده بوريات إرشتيك يسر بوخ لو تمامين учитывать تيش واتي وقتك или он намеренно дуан искажать тешь уй момент или же дуана по незнанию дуэз худу нохча дадулur дуэ камел хорт умма кун гошук аболт умма шей правил шошбу тем правил шо тем правил шмою там благородство ахл есть акихл есть زهنا قيت قوانها دي أنا بيشخل بيش بويت ويا تطيحكنا ويت دعنا
بيوخت أون بين بولنا بوي تيترش آتيه كنيات وي ويقوموا تهكنايات يوتوه كريات بقدو تعم شا وي مستغولح وي تدعون شي تم زكون نيت تم عادة طول تم غلق قولتنخ إذ شي سبلو داتيش وي تون بين بولتقة وي وجعتنا Достойный противник. достойный противник وي И камядинак милвох стего, дегуалы. ديلا عيسى دون خم خويا وتي إذن توتشن آل تغاسون Самое интересное, самое удугайшее. Я просто это даже самую черту Юхлани, Хуна, Рамзан Хай. Чингисхан в истории человечества Хаяй не было, просто добавлять, да, шо? не было в истории человечества такого полководца, который бы смог бы повторить то, что сделал Чингисхан. Это раз. Вообще нету, чтобы знали. Официально, вот ложь. Я про Александра Македонского молчу, потому что некоторые люди еще утверждают спорный вариант любого, что и чума дутига. Александр Гой, Эскандер Ол. Да, как утверждают вообще общие историки, такого как Чингисхан владел такими сухими вообще территориями сухопутными, которые не владело ни одно государство, ни одна империя. Тамерлан хотел повторить его попытку, точно так же завоевал самые мощные и самые древние государства. И тот, и другой полностью шамелил Россию, Эделин, часть Европы, Эделин, Каралатин, почас больше. Маслабас, Амир Уца. Экюгдилен, Али, Билголда, Калат, Экюгдилен. Да, Экюгдилен, само собой. Я имею, хорошо, да, тоже верно. Я имею в виду таким образом. Если мы, Яцон, Великобритания, Яцон, Империя Мир, от Элас, не спорю, я знаю прекрасно, о чем ты говоришь. Несмотря на это, название, то, что говорят, Тамерлан, Чингисхан, они не дали, чеченцы им дали не за то, что они с благородством, нет. Эти государства и эти полководцы давались, эти названия давались мужественным, достойным, а не потому, что сам Чингисхан был здесь, потому что он сотрясал. У нас было поверье, языческое поверье, которое считалось языческое со времен Джахилии. Если ты даешь имя этого полководца, что вот духом ты такой же будешь, понимаешь? И сам мощный вождь, что мог полмира завоевать, и все остальное. Даже на этом, на этом наши стремления, наши ценности, показывают. А Володя, Петя, Саня, ты разве имеешь право осуждать Володю, Петю, Саню? 250 лет Володя, Саня, Петя Башлан, и адвитвой из Асочукой Кору, иншаллах, Асочукой Кору. Очукой концинг просто дац, Доудоч, Пархат, я Галвел Дештуай, Камил, я намерен на дюан. Нет, сам диктом, черто надо должно отдать, он, короче, и слушать умеет, так, дух залар, но он слушает.